Так, также на данном этапе можно учить детей вести диалог по телефону. Для этого используются игры телефона, которые педагог демонстрирует различные ситуации. Это, например, разговор с бабушкой, разговор с мамой и так далее, с другом. Также, обыгрывая ситуацию, воспитатель знакомит детей с этикетом телефонного разговора, то есть сначала поздороваться, потом как дела, и, конечно же, не забыть попрощаться. Также затем дети разыгрывают уже сходные ситуации. Так, и сейчас мы хотели показать, примеры игр, это такие как «да» и «ага». После введения новой лексики педагог показывает детям изображение, но не видит, что на нем изображено, и называет предмет. Если предмет назван правильно, дети отвечают «да». Это как игра «да нет» русская. А если неправильно – «абу». Также есть такая игра, как «тырба входите». Один ребенок с помощью считалки выбирается на роль водящего. К его спине прикрепляется карточка с изображением дикого или домашнего животного или птицы. Водящий должен узнать какое-то животное. Он представляет, задавая вопросы остальным игрокам. Лейка, вот там, чипан и так далее. Дети отвечают «да» или «абу». Когда она отгадывает, происходит смена водящего. Также есть такая игра, как «вышка» с именами известная. А сейчас, Елена Федоровна, подойдите, есть какие-то также диалоги, они взяты из русского фольклора, но они очень легко, кстати, переводятся, и можно также использовать при работе с детьми, в разных режимных моментах. Например, ты кодлан нашел? Не, кодлан. Ты кодлан кучку? Не, кодлан. Ты кодлан ошпи? Ошманлы. А ты кодлан мылу? Демамбатлы, да пульпучлы. Также можно, была переведена кисенька мурысенька, например, кани мусай, кони боли. Вовличи. А кони на вовлясы? Ворота сэмулысны. А ворота от кони? Визодыс. Кони бьют. Акусадыс. А кони бают. Уканиловыс. И свечбочек. И еще такая смешная потешка с ткани, да, хозяйка. Мила тысячам счет тканей. Ой, наш спачку бафуралы. А мы на это ежу. Ныкшои. А мы на это рублои. А мы на полку спин туплялись. А в чем это Рома? А мы ячину. Вот наподобие вот таких вот живых диалогов. Также вот эти диалоги можно использовать и, то есть в дальнейшем у нас будет, но есть задумка уже в старшую группу, то есть побольше раскрыть эту тему, не будем полностью раскрывать, и развиваться. Нет, ладно, еще у вас какие заклинания вы хотели сказать по играм, диалогам, по возрастам, и плюс еще затронуть игры ходилки, да? Это нам задание. Это администрация задание. Это задание, это интересное задание, да? Все, спасибо. А какой литературой пользовались, когда Теорию, это больше русские, потому что они автор. Это родной речи. Да. В общем, да, очень интересное, конечно, выступление. Я, в общем, очень рада детскому саду 83, что, в общем-то, вот так достаточно активно вы перерабатываете материалы, ищете очень много разных способов и форм для активизации речи детей. Но, уважаемые коллеги, я хочу обратить внимание, что методика развития родной речи, она кардинально отличается от методики развития второго языка. Это разные вещи, и, в общем-то, речь, если это не идет параллельно, то есть если ребенок погружается в 2 или в 3 или в 4 или в больше языков, в общем-то, есть такие примеры, когда ребенок одновременно разговаривает на более чем 7 языках с рождения. Если это идет параллельно, то там идет методика развития родной речи. То есть когда параллельно с детства ребенок слышит несколько языков, и, в общем-то, у него есть возможность упражняться в этом. Но если мы учим второму языку на основе первого, то тут совершенно другая методика. И, в общем-то, развитие диалогической речи, это относится к чему? К какому разделу? Развитие связанной речи. Так ведь? То есть развитие связанной речи, оно подразделяется на два
вида. Это развитие диалога и развитие монолога. Когда ребенок рождается, то какой вид связанной речи появляется у ребенка в первую очередь? Диалог. Потому что у нас же из чего речь-то состоит? Вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Мы у ребенка спрашиваем в раннем возрасте, но за него же и отвечаем. Спрашиваем, за него же отвечаем. То есть даем вот это, тренируем его. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ребенок усваивает, от каждый день слышит, в конце концов. На наш вопрос он отвечает уже сам. Но мы можем дополнить, повторить там, еще и так далее, расширить. То есть за счет этого идет развитие диалога. Затем уже в недрах диалога формируется монолог. Вот это выражение Федора Сахина. Почему? Потому что иногда на какие-то вопросы надо отвечать не одним предложением или не одним словом, а в общем-то уже целым высказыванием связанным. Несколько предложений, предположим, как ты провел лето, где ты был, расскажи, да? И вот ребенок уже должен там, или вообще человек, или там, какую книгу там прочитал, и начинает пересказ. То есть в недрах диалога возникает монолог. В методике обучения второму языку все наоборот. Все происходит наоборот. Пока ребенок не научится рассказывать, составлять небольшие рассказы из нескольких предложений, обучение диалогу просто бессмысленно. Почему? Потому что речь ребенка на втором языке развивается каким образом? Ребенок вначале, что мы делаем? Словам учим параллельно звукопроизношению, да? Словарь накапливаем, параллельно звукопроизношение, чистоговорки и так далее. Потом учим соединять эти слова в словосочетания, небольшие предложения из двух слов, да? Глагол, это существительное плюс глагол, словосочетание, например, прилагательное плюс существительное и так далее, да? Вот. Набираем словосочетания, потом набираем предложения, потом соединяем эти предложения с предложениями. У ребенка получается небольшой рассказ из 3 предложений. Тае акань, акань, тае уджидакань, да? Либо тае акань, акань кукала, акань кадмеворса. И вот этот вот рассказ, если ребенок осознанно будет это произносить, это говорить, то это будет основой для диалога. То есть мы уже постоянно с ребенком вопрос-ответ тоже тренируем. Тая акань, а потом уже спрашиваем, мы тая. Тая акань, а мы тая, тая ош, а мы тая и сечвочи. То есть ответ на этот вопрос ребенок усваивает. Тая, мы, да? Мы вочи, потом второй вопрос, мы это очень много тренируем. Потом мы тренируем, мы аканискотевочан, да, вермацелон, сочамивалом. И вот получается у нас, мы соединяем эти 3 предложения, и у нас получается небольшой рассказ. Затем уже, когда ребенок осознанно может этот рассказ говорить, мы переходим уже к диалогу. Потому что ребенок понимает вопрос «мы тае», «мы севоче», и «мы тесикадвочан» и так далее, да? Вот. И вот, в общем-то, этапы работы над диалогом, они тоже достаточно определенно уже конкретизированы. На первом этапе диалог демонстрирует воспитатель с игрушкой. То есть воспитатель задает у Петрушки, например, у Кикурулю, у Ватыя, у Шефту и так далее. Кто помощник у воспитателя на занятии? Кто партнер, который показывает, демонстрирует образец речи? Должен быть обязательно какой-то партнер, который помощник для воспитателя. И не тот, который приходит, вот к вам сегодня кукла нас тут пришла, села, упала, никто не обращает на него внимания, никто не вспомнил до конца занятия. Потом, ой, вспомнили, нас тут уходит и заканчивается занятие. То есть, если вы заносите, это ваш партнер, персонаж, который помогает оценивать, демонстрировать и так далее, постоянно с вами. Поэтому эта кукла должна быть для вас удобна. Или она на руке, или она мягкая, или она где-то у вас сидит, или где-то она висит, или где-то что-то, чтобы она была рядом с вами. Вот тоже надо придумывать вот какие-то такие моменты. Может как-то сшить на руку, чтобы она у вас на руке была, она на руке может быть удобно. Ну, в общем, надо придумать. Вот. И обязательно вот первый этап работы над диалогом — это демонстрация диалога многократно.
воспитатель с игрушкой, воспитатель с другой игрушкой, воспитатель еще с кем-то и так далее. Постоянно демонстрируется. Вот мы хотим поговорить, например, о чем-то. Да? На втором этапе воспитатель разговаривает с ребенком, тоже много раз. А на третьем этапе уже мы, конечно, организуем ребенок с ребенком, когда создаем какую-то игровую ситуацию, чтобы этот диалог был уместен. Потому что если, например, об игрушке, то когда это уместно? Мы приходим в гости, например, и хотим посмотреть, какие есть игрушки, да? То есть должна быть создана какая-то игровая ситуация. И, в общем-то, знаете, вот еще надо понять один момент, что при обучении второму языку очень много бывает такого вот чисто на даже некоторые моменты, вот вопросы, ответы, они как бы на заучивание, потому что это как клише, которым мы пользуемся все время. Мы все время здороваемся одинаково, прощаемся одинаково. Обращаемся к человеку с вопросом по какому-то поводу одинаково, да? И вот эти одинаковые формы ребенок просто должен усвоить. И тогда вот речь его пойдет вперед. Другой момент, да? Вот это один момент. Второй момент. Конечно, очень хорошо вот брать эти художественные тексты, но это тоже для детей, для которых язык родной. Вот они вот диалог этот усваивают. Русские дети, они неосознанно, они заучивать будут все равно этот текст, потому что эти все слова, они нет в нашей программе. Их нет в программе, их нет в повседневной жизни. Ни кисоньки, мурысеньки у нас нету. У нас есть кань, да? Ни кисоньки, мурысеньки нету. Вот, и кисоньки, анашуэны. Вот, и поэтому, конечно, когда мы готовим какое-то представление, мы с детьми можем заучить эти диалоги, потому что они украсят праздник, да? Но дидактической цели они не несут. Они не учат ребенка говорить, потому что ребенок тут усваивает только что? Ритм диалога. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Но сами слова им не усваиваются, нигде никогда не повторяются. И, в общем-то, это не диалог, а просто театрализация. Поэтому увлекаться этим не надо. Это мы вот этот материал даем для коми-детских садов. Это почему вот и вы взяли из русского языка, потому что на русском языке это используется, а при обучении русскому языку это не используется. Все-таки надо четко себя осознавать, что арсенал вот этих языковых средств у ребенка, который учится говорить на коми-языке, маленький. У него маленький словарь, но он должен его усвоить и не просто говорить механически. Он должен сначала, вот вы назвали слово, он должен эту игрушку обозначающую или там картинку обозначающую это слово принести, и вы увидите, он понял и знает это слово. Потом вы должны его вытаскивать в активной речи и постепенно складывать, не спешить. Если побежите вперед паровоза, язык останется просто так. И еще вот я всегда повторяю правило 20 часов. Если в течение 20 часов эти слова вы не повторяете с детьми, можно сказать, начинайте с самого начала объяснять значение слов, учить произношение и так далее. Поэтому, почему интенсивная методика, вот ежедневное обучение языку, оно приносит результат. А занятие, когда 2 раза вспоминаем мы про коми-язык, он не приносит результат, и ребенок только лишь на уровне развлечения. Да, это коми слова какие-то, наверное, а может быть даже и скажет, что ты со мной по-английски говоришь. Всю жизнь учили коми-язык, ну что ты со мной по-английски говоришь, кому-то скажет. То есть он даже не усвоил звучание. Вот это, конечно, не очень хорошо. Так что спасибо большое 83-му саду. Направление у вас правильное. И, в общем-то, просто методика, я думаю, что это нужно. Светлана Николаевна Лужкова, заведующая детским садом, и Коковкина. В общем, тема называется «Игра для развития мелкой моторики в обучении по языку младшему». Что-то интересное опять изобрели. Вот это у нас изобретатель. Да. Насчет теории очень кратенько только скажу, что видно. Все прекрасно знаете, что период раннего возраста детей характеризуется как период рождения личности, собственного «я», активной любознательности, познания окружающего мира. И
так как у нас Валентина Валерьевна взяла самообразование по развитию мелкой моторики рук и сенсорное развитие, то мы сразу определились, что Валентина Валерьевна включает, естественно, коми-игры. И в этом году они вместе с младшим воспитателем работали над проектом «Любимая игрушка». Толка-чача. И родители участвовали. То есть, почему именно взяли эту тему? Потому что мы все прекрасно знаем, что всеми это доказано учеными, психологами, педагогами, что развитие речи ребенка зависит через мелкую моторику рук. И теорию я, конечно, вам говорить не буду. Наверное, сразу дам слово Валентине. Да, лучше поиграем. То, что мы приготовили. Меня учителя. Я говорю, шурс. Учителя спрашивают, а я шурс. А шурмы? Шумит. А как это закончилось? А я шумы, шумлодец. Ныр. А я шумы. Şimyas. А я шумы. А куча промана шурмя. Gör pırmanı dersten şeyler olsun. Ay şuna вот и когда девчинка, то есть я мечтала. Еджу драма, пришли на деду драма. Получила меня унарма, вижрама, лузрама, туром вижрама. Шурик сильно наплакал, и только пюра души. А ведь я дочь, хочешь, чтобы меня души? Там души, там в этом и тут не души. Он имел понятно. Начальник практически человек сделал, что а они ведь там грузчиляки. Можешь это уже как будто на соревнования, да? Вот и удержи, надо же ты да, ты учишь, а я вот. Ведь это а мне нами вытягивают. Вот и куипс. И удержи, давай. Вот. Широдот там и печь. Да, у меня ставили вам шаны корпус кучами, шаны тоже, и плюс. И тоже барабок, что начинается, заводит там. Сейчас, если я больше уже крупную, я смею уже заводить, тоже лишь там свой домик. Каждый квадратик, если ты можешь. Пластмассовый квадратик. Все рожья спутаны. Рожья спутаны. Все рожья за девчонку. Но кожу у нас там. Разные романы, каждый роман. Да, на мишуяре могла было шудас. А скоро? Да, не знаю. Да, я бы. Да, я бы. Девка. Я да, не тоже пушка, ему на потом. Как разные предметы, да? Я через тоже заявляю.
За колладжи назовем начали показал, родитель поршну помню. Охта потом посмотри. Поршну, Уджут, когда уджут ясно, а еще может а ты я могу крепко помочь? Еще девять чуть помню. Замка, Роман, чуть Роман, Роман, Порше Роман, Роман, да что попадет? Роман, ничего, Роман, нет, Роман, слушай, Роман. Ой, ты сейчас можешь Роман, сейчас Порше ты Джуния знала, а потом мы еще девчонка. Все там будем, потому что она там младший воспитатель, весь как команда Валерия и да группа своей майборд через машина. и человек там, я машина на буша, мы буша, человек буша, муша, да? А то там журналы, да, и шумбицы, да, и коранга шумбицы, да, и культурничка. Шумби, южу шумби, корка петалонби, пешка, шумби, куканьясы, чанясы, да и чачиятис. Шумби-то коран? Коран. Ай, коран, шумбилок. 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 Шумби. А почему? Ниже нормально. Скажи, вишта. Но там не югор ясно. Мне правда мыка. Куртышты, потому что мы все чуть-чуть гладитышты. А я стала с утра и аккуратно это была в кассетерия. И что мне югор ясно не уже рано. Мамочка, ты Вот скоро локта будет персонаж, и короче, это здорово. Пчелом, Еще больше Да, через 2 или 3 года, наверное, через 3 года мы приедем в Куратовский детский сад и посмотрим детей, которые вот выросли на таких красивых пособиях. И насколько они владеют твоим языком, потому что именно в этой группе ну, в общем-то, я очень рада, что есть влияние тех семинаров, тех поездок, да? Валентина Валерьевна, вы же ведь ездила на семинары международные, да, по поисковому погружению. Видно, что, в общем-то, оснащается предметная среда для активизации речи детей. Это очень хорошо, чтобы не уходило вот то, что слышали на семинарах, куда-то в тетрадках не оставалось, чтобы это видно было уже в ваших. Сейчас мы предоставляем нашим педагогам из детского сада село Пашга. Это у нас опорно-методическая площадка по
организации художественно по театрализованной деятельности на коем-языке. И, в общем-то, в этом детском саду тоже есть группа языкового погружения. И в этом детском саду идет набор практического материала на коем-языке, который как раз помогает организовать режимные моменты. Светлана Васильевна над этим работает, чтобы буквально в каждый режимный момент можно использовать какое-то небольшое стихотворение, потому что нельзя нам применять, опять же, русскоязычные стихи, они слишком сложны для понимания детям. В то же время Варвара Геннадьевна у нас очень талантливый музыкальный работник, она набирает материал музыкальный театрализованный на коем-языке под руководством Натальи Петровны, старшего воспитателя, которая, конечно, очень много делает для того, чтобы технически это все было красиво, очень много таких вот интерактивных игр создано Натальей Петровной, это тоже достояние как бы для вас, это все опубликовано в диске Юрга Комик, наверное, уже воспользовались этими играми. Ну и под чутким руководством заведующей детским садом Татьяны Александровны Севергиной, которая также присутствует на нашем семинаре. В общем-то, я заметила, когда вот из детских садов приезжает не по одному человеку, а команда, и особенно с руководителями, польза от семинаров, конечно, намного больше. Потому что сами воспитатели приезжают, но когда это услышали руководители, старшие воспитатели, пользы, конечно, намного больше. И вот 83-й детский сад у нас командой, Пашгая командой, 8-й детский сад командой, что еще у нас? Муратова у нас командой, 7-й садик командой, в общем-то, командный дух. Ну, вчера вот были Зеленец, сегодня не смогла старший воспитатель прийти. Командный дух, он, конечно, укрепляет наши позиции. Поэтому слово Пашке. Внимание, слушаем. Внимание. Да. Вот Зорискина сказала о театрализации больше, да? Но я думаю, что надо мне как бы в своем будущем в музыкальном тоже немножко. Значит, тема у меня музыкальной дискотеки, распевки, музыкальные игры в детском саду. Как нам всем известно, музыка является одним из самых эффективных способов воздействия на чувства и эмоции любого человека. Музыка – это часть культуры каждого народа, из чего следует, что если слушать музыку народа, изучаемого языка, и на этом же языке, то можно глубже познать его культуру, быт, традиции, мировоззрение. Согласны? Итак, в музыкальном воспитании у нас выделяются следующие виды музыкальной деятельности. Это слушание сначала, да? Детское музыкальное исполнительство, куда входит пение, музыкально-ритмические упражнения, да? Игра на музыкальных инструментах. Дальше у нас музыкально-познавательная деятельность, то есть мы даем начальные азы музыкальной грамоты, да? Немножко, совсем чуть-чуть. Да. И следующий вид у нас музыкальной деятельности, самый такой сложный, это у нас музыкальное творчество. Да, ведь? Да. Каждый вид музыкальной деятельности оказывает специфическое влияние на музыкальное развитие дошкольника. Поэтому очень важно использовать все виды музыкальной деятельности. Кроме того, каждый вид музыкальной деятельности служит средством развития какой-либо музыкальной способности. Как мы с вами знаем, основным видом у нас является пение. Да, ведь? Пение что это? Это деятельный процесс воспроизведения мелодии голосом и переживания содержания песни. Правда? Да. Итак, значит, как важна у нас методика обучения пению. Немножко, совсем чуть-чуть я вас буду. Итак, значит, первый у нас этап заключается в чем? Чтобы подготовить детские голоса. Да? С помощью чего мы подготавливаем? Да, правильно. Значит, первое это у нас артикуляционная гимнастика. Да, какую, например, гимнастику мы знаем с вами? Ну, вот же тоже воспитатели. Нет, артикуляционная гимнастика. Вот. Да, язычком, цветочки язычком. Мы делаем. Дальше язычок у нас гладим. Зубы, верхние, качели, нижние, качели, вот можно, да. Так, еще лошадка.
Детям очень нравится. Потом в унисон получается. Давайте, в унисон. Молодцы. Так, следующее упражнение. Ляпушки. Ну, это надо. Так, теперь улыбка. Тихо. Хорошо. Значит, самое главное, у нас должна быть свободная нижняя челюсть, да, у детей, чтобы звук хорошо выходил звук у нас, да? Так, это у нас артикуляционная гимнастика была следующая. Значит, нам надо подготовить дыхание детей, да, ведь? Это игры, упражнения на дыхание. Итак, например, значит, роч вылынка. Ну, роч сейчас это, да? Ну, вот ком я мечтала. Пылишь там, и вылышь ном не пукшись. Взяли дыхание, носиком берем дыхание, взяли. Медленно сначала вдох, да, нежки. Так, он не вылишь больше там. И он не подъем. Петушки останови. Так, вот. Молодцы. Так, следующие у нас игры с голосом. Да? Подражание звукам окружающего мира. Например, чему мы можем подражать? Каким голосам? Голосом животных, да ведь? Максиш лось. Так. Кичики кыса. Кичики кыса. Кичики кань. Кыса не ушел. Кань. Так. Вот в то время, как мы работаем вот над такими речевыми, да, что еще у нас? Помимо голоса, что еще работает у детей? Мимика, да, мимика, да, артикуляция, да? Вот. Дальше, следующее у нас речевые зарядки. Да? Туда тоже будут входить упражнения на артикуляцию, упражнения на дыхание, да? Вот сюда еще мы организуем упражнения на развитие фонематического слуха. Залишит книжка, я не осваиваю. Под руководством бактериода. И с этим делалось тоже несколько упражнений. Сейчас я читала правильно. Шуяс вылаз, точа шуалом ворсом яс. Да? Развитие фонематики. Помнит, нет, да, и вот в переводе. Шуяс вылаз, точа шуалом ворсом яс. Упражнение на развитие фонематического слуха. Следующее кумнаска можете держать. Кумнаска акшн больше дышите. Значит, уч, оши, мулы, мича, уч, поску вылучила, уч, челя, воча, мича, чучу, чача, кота мыглы, опырча, дин, жинян боса, вот. Шлоп, уджидає вошлали. Топ. Кабу вышес, вот-те. Ну и здесь вот же, да? Итак, значит, а мне были вот лишь, но мы сейчас простим приборство, мне были... Да, мне были просто мероприятия, и мы выплан физический стартер, очень тоже игру на развитие фонематического слуха, чтобы развитие приборства. Так, вот же, еще мы его не учим для подготовки. Ритмодекламация, все уже вот творческие инновации у меня пришло. Ритмодекламация, четкое произнесение текста или стиха в заданном ритме, цель которого заключается в развитии музыкального поэтического слуха, чувства слова, воображения. Значит, если как бы мне, например, используют там, Виджаоланы ме Катя, да? Сейчас еще я придачу тоже. Виджаоланы ме Катя. Челя разделите на слоги. Юган, да. А мы сейчас это, да. Миша, ага. Вот. Кая меня воды как первый этап, второй уже этап, не уже, я помню. Второй певческий этап предполагает непосредственно разучивание песенного материала. Да, ведь мы подготовились, упражнения сделали, и сейчас идет работа над ними. Итак, игровая методика обучения пению обеспечивает детям радость, эмоциональный подъем. При этом интерес и внимание к музыке у детей становятся более устойчивыми, разучивание песни происходит легко и радостно. Итак, самое основное, как бы, еще вот в работе над пением, какие упражнения самые основные, которые мы используем, кроме артикуляционных, вот, мы уже говорили тут. Распев. Да, что такое распев? Это небо
небольшое, не широкое по диапазону вокальное упражнение, да, которым в основном открывается музыкальный занятие. В процессе вот распева создается эмоциональная, творческая атмосфера, и в детском пении постепенно появляется естественное, высокое, светлое звучание, появляется певучесть, да, которая у нас очень часто не бывает в песнях, певучесть и звонкость детских голосов. И таким образом можно сделать вывод какой? Что вокальные все и артикуляционные упражнения, и вокальные упражнения позволяют добиться положительных результатов в развитии певческих навыков у детей дошкольного возраста, подготавливают голосовой аппарат, исполнитель песен, развивает музыкальный слух, а также поднимает настроение. Итак, значит, первая часть у меня закончилась, вторая часть теории музыкальной игры. Значит, музыкальные игры, мы с вами знаем, что музыкальных игр тоже бывает много видов. Далее основные виды это музыкальные подвижные игры, например, Лиса и зайцы, да, в младшей группе, Солнышко и дождик в младшей группе. Музыкально-дидактические игры, например, что? Угадай, что звучит, или музыкальное лото, или вот наша игра, которую мы сейчас будем с вами играть, на развитие фонематического слуха. Она ведь тоже музыкально-дидактическая игра, да? Да? И музыкально-хороводные игры. Это наша каравай. Она ведь музыкально-хороводная. Хороводные. Дети идут в хороводе, да? И поют. Да. Итак, значит, музыкально-подвижные мы сегодня тоже с вами поиграем. Так, ну что, переходим к практике. Да. Хорошо. Ну все, вот еще там поменьше будет, да? Так. Значит, медведь. Медведь прям выколочен. Медведь здорово очень, да? Да. Значит, ну, да. Пича улучшение, почему он так? Да, первый, да, я медайска первый. Пича улучшение. Да, его чевичены. Пича улучшение. Вот они, вот если бы, да, обычная традиционная, как бы, да, чола машин, да, приветствие. Вот если такая служит на ритм декламации, да, вот кто-то себе читал, ритм, отбиваем ритмом. Видя уловьет, есть, например, куди тоже мечтал. Може сиджи, ми почем человек, видя. Вот так же почем, видя. А ведь я тут видя, уловьет, яс. Тебе мечтала. Вот. Как бы и пробивается, и в то же время ритм, как бы дети учатся делить. И комику есть же, да, сцены же закрепляют же. Так, зелочек мигренка, здоровачи, они мигренка. Гимнастика это очень не артикуляционная гимнастика. Так, могу запишем. Так, и они мигренка. Не помню, да? Ну, одежда, хорошо. Так, да. После челядка распевка, как таковых, как бы распевок же нету с малышами, да? Да. Сами в основном не перекрывал. Таджи, например, таджи кузы музыка, сатай подивну, тай монож, таджи чечала, коч, например, тай лейбачка, не кукол лейбач, вылым или улым, да? И после челядка дни значит, Светлана Васильевна, когда вы собернуты занятия, она весело шла. Вот мы на нем сделали шиланку, только он еще рочен. На первой сцене рочен, конечно, вел, да. Рочен. Птичка. Да? Или у нас птичка? Да, птичка. Птичка села, птичка на окошко, посиди у нас немножко, посиди, улетай, улетела птичка, ай. Еще раз.
Да, и человек шила. Значит, там я больше думаю, музыкальный руководитель Калуга, это что опытный, это что музыкальный руководитель, и Сылан Зевна играл очень много игровых распевок на русском языке. И вот как бы я у него услышала, мне очень понравилось. Вот. Вместе дышать вот там, значит, Сылан Муна, ну вот не просто как мы используем на музыкальных занятиях, или Черева, там песенки, да, или у Ветлугиной берем распевки. Тут у нее идет обучение в диалоге, именно распевка в диалоге. Значит, вот там, например, нежи, матыща, ходит она руч и пышкой, да, ручишь, нежи, матыща, те было не видя, да. А те щеку будет руч, не вылышмена, он суть и сыщен. Чик-чили. Значит, челя история чину на мальчиков и на девочек. Вот я смотрю, это мне два ряда, да? Первый ряд себе отходила руч. Да? Второй ряд слово лева. Лева, что пушкой. Значит, вот с этой, значит, корни уголам. Ручьяс, когда ручек лучше мне, да? Получается, лучше. Да, ведь? Так. И что нам будет? Лучше шила. Лучше, да, ведь? Да? Да, голос и сила. Да. Вот. А ты, бачит меня лучшим голосом? Да. Значит, ручи шила. Мне даже упоминать, что мне. Если что, мне ручи. Ноты и клавиши все вместе. Значит, ручи шила. Нежья, матыща, ты была не видя. Мы клавиши шила.
Натянутый круг. Супер, Миша. Боже, сиди гулять, ну будем вечерять на просто. Боже, сиди гулять, да? Боже, уже просто вечерять, а что гулять? Что было за общиками? Значит, через два раза карточка есть, да? Вот наша карточка есть. Эти карточка у нас, значит, звук природы, через должность тот магнит. Мыльгыла или тая музыкальный инструмент, а шиладаборса, или тая борсан, да, или шиладаборсан, или же звук природы, да? Через дюзаны электро соответствующий. Я вам тоже Полана карточка. Вот. Мы уже показывали у нас на районном семинаре. Да, на районном семинаре показывали, поэтому у нас уже наши районные, кто тут присутствует, они знают. Там показать не можем, потому что опять звук подводит. Вот. Детям даем возможность, да, нажать. У нас это работа с интерактивной доской. Да? Детям даем возможность нажать на вопрос. Немного не вижу. Нажимайте, нажимайте. Мы даем мы. Чарган, это что? Шиладаборса. Да? Дети показывают, да, карточку. Даем
утка, да, чёрчик, да, утка. Да, утка. Там появляется Чёрч, да? Тайны? Дети, вот, да. шила доска. Да, шила его сотовый больше. Ну, говорю, Да, да, верно все. Да. Спасибо. а что педагогам детского сада номер 7 села Вы. Помни праздники как средство мотивации детей к обучению помни. Конечно, значит, это у нас выступают Евгения Сергеевна Солодянникова, Сажина Татьяна Васильевна. Еще и Полякова Людмила Ивановна. Языку народа в нашем детском году ведется ежедневно, так же, как и в ваших детских садах. В течение дня педагоги используют разговорную речь, стихотворения, поддержки, в режимных моментах, на прогулке, при укладывании детей. В образовательной деятельности дети знакомятся с традициями, культурой коми народа. В познавательном развитии детей знакомят с историческими и краеведческими аспектами. В речевом развитии развивают словарный запас детей на коми-языке. В физическом развитии учат коми-народные игры подвижные. Вот у нас тут тоже был конкурс часов Минофарма в музее. В художественно-эстетическом развитии знакомим детей с музыкой коми-народа. Дети слушают и разучивают коми-песни. Также идет знакомство с коми-народными музыкальными инструментами. Знакомим детей с декоративно-прикладным искусством, с орнаментом, с росписью, с изделиями из меха и бересты. В социально-коммуникативном развитии педагоги играют с детьми в коми-народные игры, дидактические игры, поддержки на коми-языке, знакомят с произведениями коми-писателей, учат стихи на коми-языке. Также доброй традицией стало у нас выступление народных артистов. Это Лидии Логиновой, Веры Хлыстиной, Виктории Хлыстиной и Веры Голышевой. Детям очень нравились эти концерты и очень заинтересованно слушали артистов. Воспитатели детского сада наши совместно с музыкальным руководителем ставят и сказки, и инсценировки на коми-языке. Вот тут у нас ширка-теката. Обряды, праздники и традиции играют становление духовного развития человека огромную роль. Они обуславливают и регулируют поведение людей, их настроение, состояние и передают от одного поколения к другому все многообразие и богатство духовной культуры. Праздники позволяют нам сделать творческую жизнь в детском саду разнообразнее, развивают интерес к культуре и ее истории, традиции и ценностям. На основе коми-календаря у нас проводятся следующие праздники. Осенью это Чомы, зимой у нас Ваша Борсеньяс, Рэштво колядки, зимние посиделки, и весенние, весной традиционные праздники Аждатулус. На этих праздниках дети поют песни на коми-языке, читают стихи, тоже на коми-языке, играют коми-народные игры, знакомятся, и приходят к ним гости из героев коми-сказки. Я читала, мы же зачем с чему? Праздник в чем? Да, Валюшка помала, да? В чем мы помала? Картушку, вот там дальше мы. Синагогу, Урумпукта помала, да? Да, правильно. Учу помала. Вот, и потом, к этому празднику Чома мы знакомы с детьми.
народа, да, обогащали словарный запас, какими вот осенями, да, разучивали коми народные песни, хороводы, веселый скапустаны, мечагуда, кунабунный пожала, инсценировали сказки, щелкни, кача, кич-коч, разучивали танцы под музыку, коми-музыку. Играли коми-игры. Тедма кушам чак, да, вырубила. Кушам пуктос я сградя свыла, кушам туш я сгудна, да, вырубила. Ошка баба и Петер точка. И вот мы косами тылы суфтаны, ты меня как чёч ворсу, что Петер точка. Стану чеча, и мне та и 18, мы позже точка чины. Мы точка чины. Нет, встань, мы позже точка чины. Точка чины. Точка чины. Молодец. А когда меня мало ты на бок? А вот, да, Алена, шуйски. Ай, Петр точка чины. Ой, молодо. Точ. Петр точка чины. Как молодо. Точ. Петр точка чины. Куй молодо. Точ. Так, гыки, гык и куй. Петр точка чины. Ноль молодо. Точ. Значит, гыки, гык, куй, ноль. А вид молодо, ткани вид от Юрда! Ани, чичо! Точ. Вот я восемь сами челядис тед восемь и челядис не дадано вы. Вот не вем тед вы. И еще не корот челядис почему? Ниня свежала, Александр точка ч, на ним конь, наступ точка ч, на ним конь. Вот Ниня соборвежала тоже и тоже заявлено оцелыми. И мне тоже каша, слышим праздник, каша ворсами основучим. Зимой знакомим детей с промыслом коми народа. Охота, рыболовство, оленеводство. В период зимних каникул проводим каша ворсами. Здесь работу с детьми проводим коми подвижные игры. И как и на улице, да, как и в группе. Суфт-кыр, чум-та-кыр яс, йома-кулема, мудер-руч, йома-ту, черик-кыем, да. И вот он тоже боялся, что мы это чум-да-кыр яс. Говорит, я дечкалам тундра. Тундра откуда оловы? Кыряс. Еще подъяс. Юз, да? Олени подъяс. Варили, перты там, кычи. Кычи позже вышли чум. Станут питтеданы. Станут тогда кычи вышли чум. Ударили, станут Котка вычас чум. Он какую-то шилная музыка, мне ведется там делать что да? А здесь под помощью мне должен еще вышли котка и вычас чум, котка луас олени воден, а котка не на мощу, сила луас прыска, куры. Так, ну, все, и мы начали. А коты еще не так. Чум совершенный витвор, чум совершенный витвор, да, будет голов почты. Но вечер запаса к авор. Если вода, ведут, транзитно, верочка. Вот помощь, музыка. Нет, олени подъелась, кырвичища, чугачала, питая бурный унжик чушья пункта, унжик чумат, подлая щур, выномочный, сыр корсуала и челядь скуш заявила, кажется.
Да. После новогодних праздников дети с удовольствием участвуют в зимних колядках. Предварительно детей знакомы с традициями и фольклором. Дети подготовительные группы обычно у нас ходят, да, по группам младшему возрасту показывают, желают здоровья, благополучия, успехов. Взрослые дети гадаем, тоже мы взрослых подключаем. И как волшебный мешочек, знаете же тоже волшебный мешочек, и они вытаскивают предмет и называют на каком языке. Также мы инсценировали стихотворение Саши Чернова, знаете, рождественское. Дети развитие танцевальное творчество развивают, используя коми народной музыки. Также дети с удовольствием танцуют, используя коми народные движения. И давайте же мы с вами тоже погадаем. Рождество дилина, лілі вулицні, грає дінка гадайча. Ми воджі мене свідчища. Ну, как ходи? Ми тепера, вір'я. Ми не дасте ще дома. Дає гост, майдик. Ти дай на зем чистий, туди вода таго. Так. Ми беремо. Так, но Творчество будет. рисуючи на куда, ремонтируючи на тоже куда. Так, мы докончили того. О, тая, Джон Мечалон. Мечалон. Здорово. Так, ну-ка мы тебе... Но! Челядиска тоже. Челядиска тоже. Вот сам Нет, витаю, взрослые. Челядиска нет. Машинка, чаша. Ну понятно. Запрещенное вообще делать для обсуждения, Стыкан. Да, вот каждый, как говорят, каждый думает по своей испорченности, да? Она изначально ориентирована на застолье, да? Нет, бокал тоже, бокал что-то же. Ну ладно. очень прямолинейно восприняла. На следующей последней неделе вот апреля у нас каждый год проводится Гажатуз праздник. Праздник проходит уже на протяжении многих лет у нас в садике. Мы сейчас мы с детьми вот этот праздник, да, устраиваем, и подключаем сейчас, и выступают у нас и педагоги, и сейчас уже мы родители подключили. Они готовят дома выступление с ребенком, и также приходят и нам показывают. Вот. При подготовке с детьми разучиваем вот стихотворение по языке, песни, Гажатуз, загадки, шор, Гажатуз, длины, пляски, коми, Марьямоль, Гагажурка. Также учим игры, уличку жабетла, озги, плетень. И давайте поиграем в одну игру. Плетень. Выходите все. Ну, желающие. Чем больше, тем лучше. Тоже задействована вся группа. Опять это общий там на это. Какую можно? Вот мы даже прислізачились, стерлись. Мен Микола Ющенко команда была. Так, сейчас. Ющенко команда была. Что я? Так, значит, Вещкинкис Велдоры, а Шульгакис Улы. Все, да? Вещкинкис Велдоры. Вещь, правая рука наверху. Вот так. Так. Дая удоры. Дальше. Вещь, Лани Кутас. Включка музыка. И муна, да?
Бундалом, скажем, кусок чужим яс, разные журналы. Данные кусок яс. Данные пластилин. Кучите, думаете, мы тогда и старше схожи вочны. Конечно, я ой, самое главное, это вообще тема. И там мы будем вот начал пусток я брусок, скажем. Это, конечно, больше вочнака. Часто меня джунов мы как уже в момент Бостона или Адиоску, мы уже герой, например. Вот такие моменты смена спасти, шуши предметы заместители, да. Больше там кукуса, пластилин, клей там, больше там чужа, клей там. Будем Митя платье, паштет там, кубьем куртыш там. Тогда качели и моторика развиваете. Да, суммы, скажем. И вот мне нам до намазчика и готов. Видео. А вот гуще с ними намазываешь. То есть опять скоро нотсушны. Значит, пройдет невочный. С менем до на Йорк ясес. Где-то я вот у нас через горником вот это что-то старше очень. И вот я на другого смог бы, та его сама, а с шаргом теряется очень швейные комики. Комики, от шаргоса костас, да? От шаргоса, я добилайте, не понимаете? Так, сейчас покажем. Вот, значит, сейчас думаю, штатсны. Режиссерские игры свой, сыпонда мою мелопты садьяс группа, группа, когда навешала себя состачи, я сказала, средняя группа, не восстановилась уже коллектив, все это были, и вот там вот искать было можете, вот слева, то есть если я четко выйти сбой, и та я режиссерская игра, и прямо быть имянес, объединить, скажем так, не именно вот определенные заместители, да, вот уже следующая ступень. А мы это кухня, это заместители, пользующие любой героя. Именно Машу. Коси вершины. Комната не также ничья. Соло, меур. Меур. А мне нам вот там земнича. Горх платье. А ты нам земнича. А мне нам земнича. Шуба. А Таня на коты так, что свой есть. А мне коты коч. А комната кочола. Мебуры. А комната на целый Йорк ясы. Мина. Ур. Есть же, вот мы целый Урч. Есть же. И вот начали это, конечно, похничек. Мы тебе по-другому так же. Им наглядываешь, а комната все-таки до похничек. Вот и ты надо им руч, да, руч. А таене коды. Нет, будет руч. А мы на те руч ради там. Ради дачи пансёй для кочес. Таене коды не даже шани. А ты не фотка дома, царевич, Не Тория на лад. А Доречин. комната не голый Флоречин. Там и нам сопа. Мина мне бакет. И тоже вот цегулем, как Динка, я скажу, да? Не выпуск. А мы это ради вещей. Ради и так. Не ради там. Там печойный. А вот это все лучше мы. Чумканки? Учим на кампе. Ну, юмор, это если что. А то мы так тоже терялись, свет закрепляет там. Вот любая тема, именно так. А сами спорсами. Даже просто есть,
Asta можеш имела возрад, если как ты, конечно, остальные тут же остался культурный. И кажется, как лопайка и Прокомментирую, да, детям очень нравится уже мелкими игрушками играть. И вот как раз вот они манипулируют, играют друг другом вот такими мелкими предметами. И это вот хорошо придумали, что мордочку приложили и очень воображение развивать, потому что никто порядочка ограничивать, а тут. И вот мы уже перешли, потом сейчас мы Сашу закончили и перешли на моделирование. Уже подключаются все наши родители, коробки обклеивают, и тоже как бы получается, ну, следующая ступень совместная может быть. Да. Но на форме очень помогает. Вот с декабря как-то вот идея пришла, и получается заинтересованность у детей как-то больше проявляется. И никаких материальных затрат не требует, что в нашей работе это тоже очень полезно. У нас форме язык обучение идет как второй язык, конечно. Как бы один раз в неделю занятия, но так как мы с моей напарничкой работаем в форме, у нас получается, как дети погружаются в форме. У нас все режимные моменты по форме, многие, конечно, дети, ну, так, чтобы разговаривать, не разговаривают, кроме как на занятии, там чисто вот диалог когда. Но понимают уже хорошо, там, ущам или мыщам или угладили там. Поэтому, ну, как второму языку. Настолько только такое еще, конечно. Да. Сами коми есть родители, но разговаривает, ну, так, чтобы разговаривать, там, услышать от кого-то коми речь, такого нет. И рост коми все равно можно научиться совсем. Вот вы сделаете прецедент. Да, вот вы сегодня вчера слушали, и, конечно, у нас, да, идеи такие, что направление, как бы, взять детского сада, вообще приоритетно. А со второго, да? Все, отец там вызовут. Семинары, как вы расширяете, ну, если вот сказать про те игры, которые продемонстрировала нам Валентина Витальевна, то я думаю, что те наши педагоги, которые участвовали в проекте «Финно-угорские языки и культуры» для школьного образования «Языковое гнездо», мы каждый раз, в общем-то, видели вот демонстрацию вот таких вот игр Екатерины Юрьевны Протасовой. Она постоянно демонстрировала такие игры и, по идее, в общем-то, предлагала каждому педагогу изыскать какие-то свои фантазии и креатив. И с любыми предметами можно, в общем-то, организовывать эти игры и пособия делать буквально ни из чего, да? Что мы видели вчера у Ирины Владимировны. Вот. И, в общем-то, опять же, хочу сказать о том, что, наверное, большинство садов, которые участвуют в наших семинарах, имеют или саму книгу, или сканированный вариант «Игры на столе» называется. И вы там видите, знаете, там, что очень много игровых полей, которые, в общем, как раз вот для такого вида игр, они и подходят. То есть любые персонажи, они могут на любом игровом поле разыгрывать любую игровую ситуацию и коммуникативную ситуацию, самое главное. Согласны с этим, да? То есть, в общем-то, это действительно это основа жизни, основа вот жизни педагога, который хочет ребенка научить коми-языку. Поэтому я прошу, конечно, вот внимательнее к этому ко всему относиться, и ежедневной работе это должно быть обязательно. Создание вот таких коммуникативных игр. Это вот коммуникативные игры в чистом виде есть. Но тут надо использовать еще игровое поле, сюда вносить еще какие-то там атрибуты и так далее. И, конечно, надо воспитателю быть очень креативным и уметь говорить. Не то, что ты хочешь, а то, что надо на сегодня. По темам? Да, по темам. Не то, что ты хочешь, потому что ребенок должен понимать, он должен осознанно двигать свои игрушки, предметы. Так, уважаемые коллеги, в общем-то, наш практикум программы слушает презентацию Марины Владимировны Рудецкой о программе ОМП. Она, в общем-то, не длительная, да? Вот. Для того, чтобы вы имели представление, что хочет детский
написать в будущем, в общем-то, на какой темой работать, чтобы вы знали. Это презентация. Лариса Геннадьевна помогает, да? Пожалуйста, вам слово. Тему нашего проекта, тему проекта ОМП мы взяли следующее. Формирование культурной личности средствами коми-изобразительного искусства именно в условиях сельского детского сада. Почему именно мы выбрали обоснование создания и реализации этого проекта? Ну, конечно же, вот вчера еще Зоя Васильевна говорила о формировании личности, да? Мы прежде всего должны обращать внимание на воспитание, поэтому воспитание именно эстетическое, да, духовно развитое, этнокультурной личности, как бы мы вот взяли именно на основе освоения изобразительного искусства. Ну, попробуем, по крайней мере. Вообще художественно, эстетический именно подход, да, этнокультурного образования, он позволяет соединить процесс этнохудожественного образования с воспитанием эстетической культуры личности. И именно вот на основе изобразительного искусства. Вообще воспитание через красоту, через прекрасные, да, все предметы изобразительного искусства, будь то это рисунок, будь то это живопись, будь то это предмет декоративно-прикладного искусства, он ведь сам по себе уже прекрасен. Прекрасен тем, что человек, который делал, да, рисовал эту картину, делал этот предмет, да, он вложил всю свою любовь. И то есть такой предмет, он не может быть не прекрасным, да, согласитесь. Конечно же, обоснованием стало еще то, что каждое произведение искусства имеет именно определенную энергоинформационную структуру. То есть любое произведение искусства можно рассматривать как своего рода текст, да, в котором закодирована богатейшая культурная информация. Вот даже возьмем, если тот же самый туесок. Да? В этом туеске вот эта информация, она закодирована. То есть наша цель ребенку эту информацию помочь вытащить. Да? Как? Каким образом? Что вот, например, мы об этом туеске, какую информацию можем рассказать ребенку? Из чего сделан? Для чего сделан туесок? Может, даже Кем сделан туесок? Как его сделать? Да? Почему он маленький, например? Да? Зачем крышечка вот эта нужна? И тому подобное. Или же, например, картина. Какую информацию мы дадим ребенку, рассматривая эту картину? Что необычного увидится на этой картине, что незнакомое может быть ребенку, да? Что художник нам хотел сказать этой картине. Ведь он для чего-то ее нам нарисовал, да, с какой-то целью он нам ее нарисовал, что-то он хотел ей рассказать. Вот он текст и пойдет, да, что он хотел рассказать. Что зима, на улице холодно, мороз, не только в окошке можно посмотреть. Ага, зиму, да, окошко, еще там пейзаж, да, здесь натюрморт, а там пейзаж, да. А дома тепло, дома что еще есть? Что это? Да, вот художник с такой любовью рисует нам прялку. Что он хотел этой прялкой сказать? Ну и то у нас чтобы сделали себе коми. Да, они были трудолюбивые, еще. Зимнее время они вязали. Вот, пошла информация, именно зимой они этим занимались еще. Почему не потому что почему не летом это все делают? Вот, почему не летом, мы ребенку объясняем, да, видите, сколько информации, даже проблему. сколько информации можно именно через изобразительное искусство детям дать. Ну, конечно же, дошкольники наши, они сенситивны именно эмоционально-образного восприятия, переживаний, да, то есть ребенок, то, что вы скажете, он вам верит, да, то есть и как вы это скажете, он вам поверит. И вот когда вы рассматриваете картины, то есть вы, скорее всего, выбираете ту картину, которая нравится вам.
они это расскажете гораздо лучше, да, для ребеночка. Если вам эта картина не нравится, то есть вы не сможете о ней рассказать эмоционально, да, чтобы ребенок вам поверил. Поэтому выбирайте картину, ту, которая вам нравится, о которой вы можете что-то рассказать, и чтобы вам ребенок поверил. Также обоснованием создания этого проекта стало же, конечно, то, что приобщение к искусству происходит не только через восприятие, но и через практическую деятельность. А у нас в детском саду именно художественная творческая деятельность является существенной составляющей. Правильно? Мы что и делаем? Рисуем, аппликация, лепим. Да, все, то есть через именно практическую деятельность. А какой же гипотезы, да, мы видим наш проект? Вообще в основу создания и реализации программы положена следующая гипотеза. То, что формирование культурной личности в процессе ознакомления с изобразительным искусством происходит наиболее эффективно, если определены следующие педагогические условия. Понятно, что это содержание дошкольного образования включает региональное содержание культурного развития дошкольников. Но все по ГОСТу, да, 60 на 40. Дальше, то, что разработана система критериев культурного развития дошкольников. Но, может быть, здесь немножко посложнее, да? Потому что всегда надо, вот уже и Зоя Васильевна говорила, да, всегда должна быть какая-то цель, да, к чему мы это, а вообще зачем мы это ребенку даем, и что мы хотим в итоге получить, да, какой результат. Ну и, конечно, подготовка компетентных педагогических кадров. Понятно же, что если сам педагог не знает содержания культурного, да, то он ребеночку не сможет ничего рассказать. Ну и четвертое, это комплексное освоение различных видов изобразительного искусства в процессе художественной творческой деятельности. И вот сейчас мы хотим вам показать, как именно вот эта комплексность, да, мы хотим через свой проект реализовать. Мы вышли на следующие задачи проекта. Они у нас такие блочные. Первый блок задач – это «Я и окружающий меня мир». Так, то есть ребеночек и окружающий его мир. Это же что получается? Формирование самой среды, да, где будет у нас с вами, где будет ребеночек у нас жить, да, что он может увидеть у нас, какую, то есть все зависит именно от среды и не только от того, какая среда, как мы ее преподнесем, да, что мы сделаем своими, может быть, руками, что мы можем. В каждом садике есть музей, да, у вас, в каждой группе есть музей, но все это должно быть, вот сразу берите на третий пункт, активно для его деятельности. В плане, что, ну, как у нас бывает, вот есть у нас на полочке, там, скажем, 3 предмета, да, предмета, и что мы делаем? Нет, не надо этого делать. Раз вы это внесли в группу этот предмет, да, раз вы создали вот в группе такую среду, то пусть ребенок будет активно в этой среде. Пусть он играет, пусть он трогает. Те же самые картины. Отпустите на уровне глаз ребеночка, чтобы он видел, чтобы он мог подойти, потрогать, там, скажем, пальчиком. Да, не бойтесь, что у вас картина там заляпается. Вы ее заламинируете в конце концов, чтобы потом пальчики можно было стереть. Да, чтобы не понять, что ребенок испортила там или да, что. Да. Обязательно должен быть момент эмоционального внесения этого предмета. То есть мы вносим, говорим, рассуждаем, даем правила, как и это, а потом уже его, они просто оно вдруг появляется. Вдруг вы захотели украсить, появляются там какие-то предметы. Все должно набираться потихоньку. Так видно? Вот это вот как раз этот блок, он на это и направлен. Да. Второй блок задачи – это «Я в мире добра и милосердия». Ну, понятно же, да, уже и вчера об этом говорили тоже, что все через любовь, да,
Все через воспитание отзывчивости, чуткости, доброты, сострадания к ближнему, толерантного отношения к людям разной национальности, гуманного и доброжелательного отношения к людям, говорящим на коми-языке. Это понятно. Так, третий блок. Я в мире народного творчества и национальных традиций. Ну, здесь понятно тоже, да, что формирование именно интереса к коми-народной культуре, к народной мудрости, народным традициям, создание условий для ребенка как субъекта культуры. Собственно, вот именно вот в этом блоке, да, он такой большой, потому что, хотя вроде и задача вот такая одна, формирование интереса, да, но интерес вы не сформируете за один день. То есть постоянно мы должны с детьми как бы именно вот давать какую-то мотивацию для нахождения какой-то информации, да, чтобы он сам захотел, может, дома спросить у своей бабушки или мамы что-нибудь о том или ином предмете. Четвертый блок. Я в мире искусства и вдохновения. Ну, как раз это наш основной блок, который мы будем потом реализовать в нашем детском саду. Это, конечно же, создавать условия для приобщения детей к коми-изобразительному искусству, знакомить детей с творчеством коми-художников, художников-иллюстраторов коми-детской книги, знакомить с культурами Республики Коми, формировать умение понимать содержание произведений живописи, книжной графики, скульптуры. И в процессе творческой деятельности развивать у детей фантазию, способности, нестандартное мышление, вовлекать детей и взрослых в творческий процесс разнообразных форм художественной деятельности. В планах, конечно же, еще организовать кружок, ну, как он будет, даже не кружок, определенный, по народному промыслу, это чуть-чуть другое. Вот именно вот здесь хотелось бы и за студию, конечно. То есть понятно же, что из-за студии заниматься не может именно профильный, все равно педагог. То есть у нас на данный момент пока проблема найти педагога. Ну, постараемся. Пятый блок. Я в мире труда и народных имуществ. Ну, здесь тоже все понятно. Да? Вот именно в этом блоке мы знакомим детей с рукотворным миром, развиваем навыки художественного труда, знакомство с собственными народными ремеслами. Вот здесь вот мы хотели тоже организовать кружки на развитие ручной умелости, это волшебная глина и чудо-листа. Шестой блок. Я в мире и праздников, ну это понятно, да, что праздников, как же в нашем детском саду нет, никак. Организовывая, да, готовятся к праздникам дети, они будут знакомиться с историей коми-народных игрушек и праздничных традиций. Седьмой блок. Я в мире своего рода из семьи, без родителей, без помощи родительского сообщества, конечно же, мы тоже с вами не сможем. И поэтому всегда будем стараться мотивировать родителей к работе в детском саду по именно этому направлению, по этому культурному образованию и обучению детей коми-языку. Поддерживать семьи, повышать у них их компетентность, вопрос этнокультурного образования детей. Ну, там серия семинаров для родителей. И, конечно же, стараться будем современные формы работы с родителями. Девятый блок. Я в мире дружбы и общения. Ну, конечно же, как же уже без этого, формировать доброжелательные отношения в детском коллективе на основе общих дел, сотрудничество, сотворчество, расширять их коммуникативную компетенцию, изучать слова и словосочетания коми-языка через писание подобранной игровые формы, закрепление их практической работы способом навязчивого многообразного настроения и общения. Наша задача также в этом блоке стоит обеспечить открытость и доступность образовательных ресурсов детского сада посредством организации сетевого взаимодействия. Десятый блок. Я в мире здоровья и здорового образа жизни. Ну, как вот вроде, да, могут нам помочь, скажем, те же самые картины развитию ребенка и здоровья.
здоровый образ жизни. Как? Какая картина? Да, фотографии, да, где, например, Ягоды наши. картины с ягодами, да, с теми же. Все через беседу. Ну, так, через беседу. Не печенюшки, а Например, из фольклора, да, из традиции, также из картины иллюстраций художника Республики Коми. Ну и, конечно же, обеспечение терапевтического эффекта посредством фольклорной терапии. Ведь когда мы берем что-нибудь красивое, да, интересное, мы же радуемся. Да? Терапия все, она пошла. У ребеночка она тем более подсыграла. Если еще игрушечка шумит, это так мило, почему бы я даже, если так красиво мы ее еще украсим, все, да, пошло тепло от бересты. Ну и, конечно же, арт-терапия на материале и средствами изобразительного искусства. Ведь красивая картина, да, куда мы на нее смотрим, и потом вспоминаем какие-нибудь интересные моменты в своей жизни. Ну, может быть, конечно, у ребенка опыта мало, но мы должны ему помочь. Да, мы смотрим на эту картину, да? Складывать сейчас свои эмоции, конечно. Да? Кому-то что-то слышится, скажем, он смотрит на эту картину. Кого-то радует именно вот, цвет, да, цветовосприятия. Ну и следующий блок, 11-й блок, последний. Я в современном и постоянно развивающемся мире. Ну, конечно же, здесь наша задача максимально использовать разнообразные современные педагогические технологии, методы и формы, их интеграция, повышать профессиональную компетентность наших педагогов в области культурного образования. То есть вот таким образом будет осуществляться целостная педагогическая модель, это культурно-художественное этическое воспитание, включающее эмоциональный, познавательный и деятельностный компонентный вид единства и взаимосвязи. Ну и какая практическая значимость нашего военного, да, для чего мы все-таки это делаем. Ну, конечно же, апробация, вчера Василина говорила о программе «Детям о Республике Коми» и разработка методического сопровождения к этой программе. Это и конспект совместной деятельности, и проектов, сценариев, игр, рабочих тетрадей по ознакомлению детей с изобразительным искусством Коми народа. И выйдем на русско-коми терминологический словарь изобразительного искусства, чтобы помощь Марина Владимировна, репродукция как вы где делаете? это я вам скажу. Да? Можно выйти, да? Ну что, вопросы есть? Я потому что являюсь как бы научным руководителем этой площадки. Поэтому, если вот однозначно посмотреть вот на эти блоки, вы увидите, что, в общем-то, через эти блоки пронизан весь стандарт, да, дошкольного образования. И понятно, что эти все блоки, они будут реализовываться одновременно. Но для того, чтобы не потеряться вот в этой гуще всех вот этих задач, в общем, Марина Владимировна, она действительно вот это вот все поблочно она предложила. И, ну и посмотрим, как будет двигаться дальше. Потому что программа, она же живой такой вот конструкт, который может изменяться. Через полгода посмотрим, если что, чего можно изменять, и как бы придем к другому. Но самое главное, что, конечно же, самое главное это будет на Марине Владимировне, потому что она у нас в лаборатории довела вот этот вот блок художественно-эстетическое развитие, поэтому не хочется терять вообще-то его, потому что разработчиков материалов найти очень трудно, потому что тут кроме знания предмета надо еще, чтобы человек владел литературным языком. Ну и, конечно, креативность, инициативность, трудолюбие никто не отменял. Поэтому а через пару лет приедем, посмотрим, что будет. Ну вот 3 года дается программа площадка, это значит вот с сентября 17, 18, 18, 19, 19, и вот в 2020 году мы приедем и посмотрим, что же тут у нас получается.
Да. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы начинаем наш круглый стол, который касается в первую очередь обсуждения тех насущных проблем, которые имеются в работе каждого педагогического коллектива. Ну и если говорить о том, что основной темой нашего круглого стола будет обсуждение самой идеи создания, и даже не идеи, потому что идею мы уже обсуждать не будем, идею мы только можем принимать, а именно о создании республиканского учебно-методического объединения по этнокультурному дошкольному образованию. Вот такие учебно-методические объединения, ну или как раньше у нас были методические объединения, да, они создаются согласно закону об образовании. Это прописано в законе об образовании, чтобы нашему образованию был придан вот такой общественно-государственный характер управления. И то есть, чтобы детские сады и вообще образовательные организации школы не варились в собственном соку, они должны общаться друг с другом, обмениваться мнением и не только учиться на семинарах, но, в общем-то, самим инициировать какие-то темы для различных мероприятий. Кроме этого, конечно, не только сами образовательные организации должны обсуждать насущные темы, но, в общем-то, мы должны ориентироваться и на родительское сообщество, и на общественные организации, потому что они тоже должны участвовать вот в этом процессе образования. Потому что если, в общем-то, посмотреть, какие самые главные важные профессии у нас существуют, без которых, в общем-то, жизнь может закончиться. Это здравоохранение, врач, от которого зависит жизнь, сиюминутная, может быть, жизнь даже человека, да? Здоровье человека. Ну а самое важное вот для длительной жизни – это профессия педагога, начиная с дошкольного педагога. Согласны с этим? Потому что каким человек вырастет, таким он и будет, такая у него будет жизнь. Поэтому вот именно вот этому процессу образования придается очень значимое место, и, конечно же, этим процессом интересуются не только специалисты от образования, этим процессом интересуются общественные организации, потому что они тоже хотят включить туда свое содержание. Если говорить об этнокультурном образовании, то это в первую очередь, конечно, общественное движение Коми-Вольтер, которое вот на сегодняшний день очень сильно робеет за сохранение коми-языка, и буквально в каждом районе проводятся круглые столы, где обсуждается обучение коми-языка как родного, потому что никому не секрет, что многие образовательные организации, именно школы, переходят на программы коми-язык как государственный. Идет обучение коми-языку буквально на элементарном уровне. И переходят именно такие школы, которые находятся в исконно таких вот местностях исконного проживания коми-населения. То есть получается обучение населения. И самое интересное, что причиной вот такого перехода на такие программы являются инициаторами, являются руководители и педагоги. Руководители для того, чтобы облегчить, вот, как бы они считают, жизнь детей и облегчить, в общем-то, их как бы такую вот образовательную программу. Ну а педагоги просто потому, что, может быть, нет тех специалистов, которые могли бы такие программы вести. Но мы на уровне дошкольного образования, конечно же, должны как бы учитывать вот эту ситуацию обрусения, что ли, и должны внутренне понимать свои задачи первоначально. То есть мы проводим обучение коми-языку для чего? Для того, чтобы самореализоваться, для того, чтобы получить доплату, для того, чтобы попасть вот в эту струю, которая сейчас модная, и за счет этого вы можете попасть там на самые интересные семинары и конференции. Вы можете как бы под угоду руководителя работать, потому что он вам диктует, что мы работаем по этой программе. Или же все-таки у вас внутренний мотив есть. Вы как коми-человек, владеющий коми-языком, как патриот, как гражданин, как дитя или дочь своего народа, вы обязаны просто, владея педагогической профессией, владея коми-языком, имея для этого нормальные условия, имея
который тебя поддерживает, и меня родители, которые, в общем-то, тоже не против. Вы ведете эту работу от души и ведете на результат, чтобы не просто такой язык звучал, а чтобы все-таки дети освоили хотя бы какие-то темы. Вот это самая главная задача и главное понимание. Согласны с этим? Вот. И как раз вот с этой внутренней мотивацией, конечно, каждый детский сад должен работать. Поэтому я вот вам говорю о том, что любое дело должно иметь смысл именно на какой-то конечный результат. И, конечно, вот такое вот к вам также обращение: не берите на себя много, если не можете. Берите мало, но доведите до конца, и чтобы это было видно, чтобы к вам действительно стремились увидеть ваш опыт, чем вы можете поделиться, потому что за это всей многообразия можно быстро пропасть. Взяли задачу обучения коми-языку, понятно, что идет рядом культура, потому что нельзя как бы коми-язык без человека, коми-носителя коми-языка преподносить. Вот надо работать в этом направлении. Конечно, на последние годы сделано уже достаточно много у нас в республике. И не буду скромничать о том, что в финно-угорском мире республика Коми всегда считается ведущими вот в этом направлении. Почему? Ну, наверное, потому что у нас все-таки уже 22 года есть лаборатория национальных проблем дошкольного образования, которая позволяет вот это все содержание держать в одном месте. В других регионах такие лаборатории появляются, их закрывают. И, в общем, как бы единичные люди, специалисты, которые работают, они не могут достигнуть вот этого результата, который у нас есть. Хотя там есть ресурсы даже больше, чем у нас. Это Удмуртия, например, очень сильные специалисты. Это Марий-Эл специалисты. Там очень много, во-первых, удмуртов и марийцев намного больше, чем коми, и поэтому выбора специалистов там больше. Вот. Вот именно вот Марий-Эл и Удмуртия для нас, конечно, вот тоже образцы для многих вещей, чисто вот уже продвижению научных исследовательских проектов. Вот. Но в любом случае, несмотря на то, что сделано много, проблемы все-таки есть. И не секрет, что снижается количество детских садов, где идет обучение коми-языку, и как родному, и как государственному. В общем-то, хотя у нас как бы улучшаются технологии, само вот, даже если каждый детский сад, он может похвастаться уже очень хорошими вот такими показателями, но нету вот этого роста детских садов. Почему не увеличивается количество детских садов, которые вот эти вот формы и методы использовали? Потому что то, что у нас было 20 лет назад, то, что у нас было 10 лет назад, то, что было даже у нас 5 лет назад, несравнимо с тем, что у нас сегодня есть. Да? У нас очень богатый арсенал. Даже вот эти два дня семинара показали, что семинары и качество семинаров изменилось. Так ведь? То есть раньше мы читали доклады, и как бы все это было теоретизировано, сейчас же каждый, который выступал, он уже может поделиться своим конкретным опытом, практическими навыками, и, в общем, очень уверенно себя чувствует. Это уже налицо изменения. Это очень хорошо. Но у нас должно быть больше. И по идее, вот как раз задача вот таких вот учебно-методических объединений – это увеличение количества людей, увеличение количества образовательных организаций, которые бы подхватывали вот современные идеи. И, в общем-то, вот создание таких вот РМО, мы скажем так уже РМО, это задача Министерства образования Республики Коми. И, в общем-то, суть будет такая. Значит, создается приказом Министерства образования вот такое РМО, утверждается состав совета этого РМО. В совет включается по одному представителю от каждого района. И в каждом районе уже создается свое, уже районное методобведение, тоже РМО, тоже по этому направлению. И, в общем, получается, что в геометрической прогрессии вот увеличивается количество людей, которые вот занимаются этой проблемой. Вот мы на наши семинары собираемся, ну, как бы таким ограниченным кругом, те районы, которые только близлежащие. Так ведь?
Хотя я была в Воркуте, и там очень, немного, конечно, людей, но очень как бы активно внедряют в детские сады вот эту культурную составляющую. Хотя у них нет владеющих коми-языком, у них их всего, наверное, человек 10 по городу, но зато эти 10, они вот могут зажечь всех остальных. И в каждом детском саду какая-то работа ведется. Но в силу отдаленности, очень дорогие командировки, они, конечно, к нам приезжать не могут. Но хотя желание включаться в нашу работу есть. То же самое Ижемский район, Усинский район, Печора, Буктырский район, Усинский район и так далее. Но есть районы, которые совершенно от нас отошли. Это Кайгородский, это Прилузский, Княжпогосский, который вроде бы недалеко, но эта работа совершенно не вся. Вот. И, в общем-то, сейчас у нас наша задача какая? Это создать положение о таком методообъединении. Основа, конечно, имеется, но вот за нашим круглым столом хотелось бы вот обсудить с вами вот сам факт вот создания этого методообъединения, затем, как вы вот видите работу, потому что надо будет составить еще и план, ну и вот ваши предложения по поводу того, как можно расширять вот наши интересные идеи по всей республике и расширять количество дошкольных образовательных организаций. Вопрос хотела задать. Студентов в колледже, да, вы отслеживаете тоже как раз по обучению? Ну, вот по подготовке кадров, конечно, в подготовке кадров у нас сейчас очень большие проблемы, потому что полностью нарушена вот эта система, которая была ранее. Причин тут, конечно, несколько. Во-первых, в колледже, вы знаете сами о том, что у нас какое-то время была специальность воспитателей Коми-национального детского сада. И здесь у нас сидят такие специалисты. Это у нас вот Люда, потом кто еще? Алена, Марина, Алена, вот да. Вот, когда такая специальность была, конечно, вот достаточно массированно в программе это было, присутствовало, и специальная практика была. И, в общем-то, действительно, эти студенты, они представляли, что это за работа. И вот видно даже по выступлениям, да, что вот студенты, эти специалисты, они уже внутреннюю вот такую вот базу имеют. Да? Видели, наверное, заметили? И Люда выступала, и Алена выступала, и Марина Владимировна. Слышали только у нас, да. Из Короткороса, но на следующий раз, я думаю, что. Сейчас такой специальности нет. Почему? Потому что там другой стандарт. Конечно, у них есть вариативная часть, точно так же, как и в наших программах. 20% они могут включать вот именно необходимые, но они считают, что необходимыми являются другие специальности. В университете вот эта система тоже нарушена, потому что у нас было присоединение пединститута с университетом, и у них тоже поменялись программы, и, в общем-то, сейчас у них даже подготовка учителей начальных классов по коми-языку под большим вопросом, потому что даже вот эта программа как-то она себя изживает. При Стеховской еще ввели программу, которая, конечно, не очень жизнеспособна, как показывает, когда студенту предлагается получить две специальности: коми-язык и литература, и иностранный язык. Это, представляете, две языковые программы. Это очень трудно. Иностранный язык, если ты учишь, ты в нее погружаешься, ты уже не можешь еще и коми-языком заниматься, да? Потому что студенты, вот буквально там идет отсев, они уходят, они не могут справляться с этой программой, они хотят эту специальность продолжать все равно. Проблема в том еще, что колледж, вот буквально на той неделе, на неделю назад был специальный исполком Коми-Войтер, на который вот этот вопрос обсуждался, и приглашали специалисты из университета, Бит-колледжа, Министерства образования, в общем-то все профильные эти вот вузы и СУЗы участвовали там, в общем-то каждый признался, во-первых, в том, что нет желающих учиться по этим программам. Нету абитуриентов. Но это все опять же понятно. У нас сокращается количество школ, где идет коми-язык как родной. Следовательно, сокращается количество учащихся, которые владеют коми-языком.
Кто будет поступать? Если заканчивают где-то от целых 200 учащихся, они что, все выберут, пойдут, вот из этих 200 идут сколько там? Ну, человек 5, 6, 7. Вот они 10 человек группу набирают, 10 или 15. Педколледж тоже, в общем-то, не так уж много идет студентов, которые владеют коми-языком как родным. В общем, проблема, она в тупике. Получается, что... Не работают, что если они отработают, они детей будут, а дальше-то что? А дальше нет. Да, вот у нас полный получается коллапс такой. Да. И вот, конечно, Министерство образования, оно вот и обращается, что давайте совместными усилиями будем растить вот этих вот будущих учителей коми-языка и будущих воспитателей. Ведь в университете, потому что и раньше, когда вот я заканчивала школу, и моя одноклассница поступала учиться именно на коми-язык литературу, у них параллельно было 4 группы, это 100 человек учились. Сейчас заканчивают университет в этом году 7 человек. 7 человек с дипломом коми-язык и литература. И то я знаю, что из этих 7 человек большинство ищут работу в городе. То ли в центре коми-культуры, то ли в Финно-Морском центре, то еще где-то. В школу идти тоже не хотят. В общем, это, конечно, такая вот проблема достаточно серьезная. Поэтому мы, конечно, можем вот так вот на государственном уровне рассуждать, это уже у нас как бы государственные вопросы с вами решаем, но нам в первую очередь надо решить свой вопрос на уровне дошкольного образования. Чем больше у нас будет детских садов, где будет коми-язык как родной, где будет коми-язык как государственный, потому что есть очень много детей, которые очень склонны к языку, и они смогут выучить коми-язык на таком уровне, что они смогут получить специальность, как преподаватель даже или воспитатель коми-языка. Про преемственность и про обучение коми-языку в первом классе у нас вопрос ставится буквально на каждой конференции коми-народа, в Сыктывкаре, на каждом съезде коми-народа. И, в общем-то, ну, погружения, конечно, у них нету, потому что у них абсолютно другая система уже, они учебная модель, предметы и так далее. Вот. Но, как бы Бригида обещала, что поэтапно они будут переводить все школы, чтобы в школах в первом классе коми-язык был. Но как сейчас происходит, как бы я не анализировала в последнее время. Вот. Но в любом случае, давайте, коллеги, мы будем смотреть, как у нас вопрос на своего уровня. Надо еще уметь поднимать, чтобы в семье поднимать коми-язык. Есть же такие семьи, которые владеют родители не разговаривают. Это немножко еще поможет. Вот у нас на образование поднять эту проблему, чтобы именно семьи подтолкнуть. Надо заниматься, поставить перед родителями, чтобы у них тоже внутренний мотив был. Родители, которые помнят, немножко здесь можем еще подтолкнуть. Но это опять недостаточно, это будет до школы. Работа с родителями, конечно, это тоже в наших руках, потому что школа на таком уровне, с таким содержанием тоже работать не сможет, как детский сад. Поэтому у нас вот и задача, вот и выявляются 2 задачи уже, да? Это расширение количества детских садов, где идет обучение по программам коми-язык как родной и коми-язык как государственный. Вот как раз задача этого метода объединения для того, чтобы расширить это, да? Затем, конечно, нужно активизировать или как-то изыскивать форму работы с родителями и, в общем-то, обсуждать на вот различных заседаниях этого метода объединения, чтобы каждый район делился своим опытом. И не только делился. Можно много делиться, но давайте выходить уже на статистику. Да? Все-таки что сделано? Сколько родителей вы смогли привести? Сколько семей перешли? Сколько семей, сколько детей благодаря нашим усилиям начали учить коми-язык как государственный. И, конечно, не надо забывать затем смотреть результат нашей работы в школе. Вот правильно вы делаете про преемственность.
Я думаю, что Галина Николаевна Вахнина, она как активный человек и активист Коми-Войтера, она вот если ООП начнется, вы сможете пробить в Эшли, чтобы обучение Коми-языку с 1 класса все-таки шло. Чтобы ваша вот группа из повышения, которые будут переходить в школу, они все-таки начнут Коми-язык с 1 класса. Директора сопротивляются, даже возможности сопротивляются, ссылаются, что 1 класс адаптация, зачем это нагрузка. Ну нет, как это адаптация, если это готовая школа? Именно для вашего Нет, для вашего класса это же уже не стресс, это уже наоборот окажется в своей атмосфере. Единственное, что у нас есть разные школы. Можно побежать. Проблема-то еще в этом. Если бы у нас группа шла, например, на седьмую, у нас они рассасываются, раскидываются и переезжают. Там у нас есть еще 31-я, 22-я рядом. Сначала из опыта работы, когда в 68 году мы работали, там же с 3 лет у нас, когда специалист был, полностью работал, и дети учились по языку, переходили в 31-ю школу, там учитель, которая вела по языку, она была в восторге от того, что она сразу строила программу на готовом на речевых навыках, которые дети имели, строила совершенно другую программу, и ей было очень легко. Она прямо вот как вот такая подушка благодатная, дети приходят уже хорошо, понимают, о чем я говорю, например, да, и вот опыт хороший есть, но почему-то это со 2 класса он подрезает нашу работу здесь. Ну, а вообще-то вот самому вот этому созданию вот такого метода объединения, вот давайте об этом поговорим, чисто организационно, потому что содержательно, конечно, мы уже много с вами разговаривали, но как вот вы оцениваете? Вернее, не оцениваете, а вашу позицию в этом, внутри этого объединения видите? Вот это хотелось бы услышать. Может быть... Я думаю, что нужно создать такое объединение, потому что это тоже будет некая помощь, поддержка другим педагогам, светлые головы, как говорится, будут рассматривать какие-то вопросы. И на уровне района, конечно, тоже распространять. Да. Но вот от Сыктывдинского района, вот на ваш взгляд, кто бы мог вы возглавить? Вот я тоже сижу и думаю, что мне кажется, очень тяжело выбрать такого человека, отправить на республику. Тоже, конечно, в первую очередь организатор, так ведь? То есть организатор, тут надо организовать все сады, надо, в общем-то, донести все вот идеи до этих садов. Ну, в общем-то, у нас, конечно, ориентация была какая, что как бы в совет должны войти методисты управления, методисты по дошкольному образованию, управление образования, потому что все-таки у них есть административный ресурс, так ведь? То есть они могут собрать, их услышат, и, в общем-то, вот на этом уровне. И как бы мы сейчас вот будем как раз обсуждать потом с каждым методистом управления дошкольного образования, насколько он сможет войти в совет для того, чтобы суметь организовать. И чтобы вот были потом уже помощники, потому что у этого человека, понятно, он может быть как руководитель, а у него еще могут быть там заместители и так далее из садов, и можно обрасти еще своим этим советом, который будет. То есть в этот совет еще могут войти заведующие всех садов, которые ведут эту работу, и вот у вас уже будет наша команда. Так ведь? Вот. Еще какие у вас мнения по поводу Галина? То, что предлагает убедительное управление образованием, чтобы методистом был человек, который был организатор, и у него, конечно, он сам уже будет выходить на все сады, где особенно непосредственно уже работает по обучению языков. Это хороший вариант. Как нам привлечь вот те районы, которые вот еще не принимают участие? Я знаю Летка, они горят желанием. Вот если другие вот тоже районы, мы много чего не знаем. Откуда вы знаете про Летку? Общаются. Круг общения большой. Общение большое, поэтому они, когда я говорю, вот эти пятидесанты, которые мы принимаем участие, мы ведь тоже хотим, почему мы ничего не знаем, нам тоже хочется, а там ведь они чисто говорящие, и дети, и родители, они
говорят, и пусть лучше по-русски говорят, чем по-коми. Ну, у них тоже эти проблемы стоят, как вот у нас, положим. Ну и что? И как можно объединить это? А вот я думаю, что как на такие районы выйти, которые еще не вошли в наш состав. Ну вот а как? Ну, тоже выйти на управление образования, сказать, что будет историческое объединение на уровне республики. То есть вот как раз вот эта метода объединения, оно и позволит привлечь те районы, которые... Выше надо не на те специалисты, которые мы уже как бы знаем про это, а еще и другие задействованы. Значит, Выйти обязательно. Да, И вы увидите сами, что будут желающие. Даже если те методисты управления образования, может быть, не захотят, а вы скажите, я проведу опрос или анкетирую, вы узнаете, захотят, есть такие. Не отставать от них, а просто чтобы они тоже какую-то такую работу провели. И они сами потом, может, увидят, и действительно люди-то есть, и хотят. ну вот вы вышли на основную цель вот этого метода объединения. Это первое и самое главное, это объединение педагогов, специалистов, реализующих программы этнокультурного образования и программы по обучению коми-языку. Хотя можно и выделять обучение коми-языку, потому что это тоже включается в этнокультурное образование, так ведь? Можно потом в задачах каким-то образом это. То есть это основная цель, конечно, это объединение всех тех, кто занимается вот этой проблемой, этим вопросом. Но вот это объединение же можно пригласить учителей коми-языков в школу? Не только заведующие. Хотя бы на какое-то первое заседание завлечь, может быть, они Они не знают, может быть, той работы, которую мы проводим. Неужели им бы не стало жалко, когда бы они увидели, что дети знают, умеют, показывают, а потом они это просто делают? Тут уже выход на завучи, а это уже руководитель объединения, да? Да, это уже руководитель объединения, чтобы объединять не только детские сады для себя, но и протянул, наверное, какие-то вот хотя бы школы. Хотя бы учителей коми-языка, чтобы они потом говорили, да, а что я со второго доведу? Когда я могу продолжать, начинать с первого? Ну вот вы тему предложили одного заседания, это как раз обсуждение приемов. Да, просто именно приглашением. И если вот объединение начнем говорить, тогда может быть действительно язык заставить директоров школ вводить с первого класса. А еще какие вопросы обсудить можно? Еще какие можно вопросы обсуждать, если уже переходим к обсуждению? А непосредственно само, вот я вот, как вот я думаю, да, как руководитель, может быть, сама организация проведения занятий, но по обучению коми-языку, обучение детей вот этим речевым конструкциям, те речевые задачи, которые стоят у нас в обучении коми-языку, нам надо, может быть, научиться уже показывать друг другу занятия. Пусть даже, ну, если мы на базе какого-то детского сада мы можем увидеть в открытую эти занятия, но сейчас уже можно практиковать видео, просмотры и посмотреть, и проанализировать. Вот я, например, меня вот это интересует. Я хочу сказать о том, что вот это вот то, что предложили, оно относится к нашим семинарам. Это вот мы как раз на подведении итогов будем говорить о том, что какие темы мы могли бы обсуждать еще на наших семинарах. А вот это вот республиканский метод объединения, оно более организующего плана, то есть организационного. То есть мы должны организовать людей. А параллельно, конечно, с этим методом объединения уже будут вестись вот эти вот семинары практикоориентированные, хотя они, конечно, в копилку будут входить, да? Но вот мы уже как бы более продвинутые, да, что вот надо вот более конкретизировать, а другие только еще их надо мотивировать. Вот. Но хотя именно, может быть, не так конкретизировано, но просто о методике работы. Да? То есть мы как бы сейчас больше стали внимание уделять различным технологиям инновационным, но мы стали забывать методику. Методика стала у нас уходить абсолютно, да? То есть дидактика, вот эти дидактические принципы, методические принципы, которые лежат в основе. То есть мы увлекаемся многим, а система сама по себе ушла. Поэтому, да, правильно, конечно, я думаю, можно будет как методику рассмотреть. Методика, модели, да, вот именно это надо рассматривать на
Да. И понятно, конечно, что, может быть, один раз в год мы можем собираться на какую-то конференцию и такой большой семинар, но в основном, конечно, у нас ориентация сейчас идет на видеотрансляцию, то есть видеоконференция, чтобы людей уже не дергать, потому что заседание должно проводиться ежемесячно, для того, чтобы быть в курсе всех дел, вот, и будет, ну, через видеотрансляцию. И вот учредительное собрание уже именно для тех, которые будут входить в состав совета, оно тоже будет как бы в виде вебинара проводиться. Ну и вот, кстати, сегодня уже проводится вот вебинар методы ведения учителей коми-языка и литературы. Как раз 10 часов они, наверное, уже провели. Можно будет потом посмотреть видео, как у них все это прошло. Но сейчас вот по предметам все вот и объединяется. Так, методика. Еще какие вопросы можно вот обсудить вот именно на таком республиканском уровне? Татьяна Михайловна. Ну, я так думаю, что в любом случае это обобщение, распространение, координации работы. То есть вот сегодня мы увидели, да, 7-й садик, праздники, Куратова, игры великолепные. Допустим, Пажда у нас мультимедийные, ну тоже дидактические игры, да. Мы работаем по работе с родителями, то есть в каждом саду накопляется определенный опыт. И, естественно, это распространение и обучение однозначно идет, и дальше уже, исходя из этого, мы координируем, планируем последующие наши, кто чем, ну, может быть, даже примерно может заниматься, у кого какие там, да, планирование следующей деятельности. Ну и в любом случае это решение определенных проблем, которые, может быть, общие, ну, если мы республиканцам, то на районе вот самые такие глобальные, допустим, и если на уровне района, значит, какие-то проблемы у нас в садах существуют. Может быть, каким-то образом вместе мы их сможем лучше решить. Ну да, в общем-то, я помню, как-то еще у нас были такие брошюры, адреса передового опыта и так далее. Сейчас, конечно, это все по-разному, по-другому называется. Можно, конечно, назвать это картотека лучших практик, да? Картотека лучших практик в этнокультурном образовании. Конечно, такая картотека, не знаю, у нас на сайте она висит, нет, куда-то же мы подавали. Лучшие практики победителей конкурсов. Да, лучшие практики. Мы туда, конечно, подавали именно победителей конкурсов, то есть те материалы, которые победили на конкурсах по этнокультурному направлению. Он будет функционировать с сентября. Он с сентября будет. То есть у нас будет на сайте Галеро, или даже на сайте Минобраза, она будет дублироваться, на сайте Галеро, вот лучшие практики в образовании Республики Коми. И там, конечно, вы сможете там найти очень много интересных идей. С 2014 года. Буквально с 2014 года. Там и видео, и презентации, и методические материалы. Вы сами знаете, как тщательно готовятся материалы к конкурсу. Поэтому, в общем-то, это. И мы как раз вот можем тоже туда включаться в своей вот этой. Но я думаю, картотеку лучшего опыта, я думаю, можно нам создать даже такую вот брошюру, книгу на лабораторию. Потому что одно дело на сайте, а другое дело, когда книжку полистаешь и увидишь, так ведь? Пусть даже она будет вот как бы даже на каждый год, пусть она будет небольшая, но там будет уже указана тема, и там, ну, как-то посмотрим детский сад, ссылки на сайты, телефоны и так далее. И каждый, кто интересуется именно этим опытом, он может связаться, хотя бы на сайт заглянуть и найти уже материал. Да? Вот это уже составление картотеки, вот это тоже как задача может быть. Мы приняли идею создания, в общем-то будем ждать уже организационных решений и будем активно включаться в эту работу. Это, да? На этом мы и заканчиваем наши прения, потому что можно бесконечно обсуждать эти вопросы. Вот. Еще хочу сказать вам такую, довести до вас информацию, что в конце ноября, 30 ноября, 1 декабря, у нас в Сыктывкаре будет проводиться традиционная уже международная конференция по двуязычию. Многие, наверное, уже участвовали. В рамках этой конференции у нас будет обязательно секция по дошкольному образованию. И, конечно, сама эта конференция интересна тем, что мы можем узнать опыт других регионов, в том числе и зарубежный опыт.
Вот, я, конечно, настаиваю, оргкомитет конференции, сама вхожу в этот оргкомитет, настаиваю на том, чтобы обязательно пригласили Екатерину Юрьевну Протасову, и она будет как экспертом, как докладчиком, участвовать будет на нашей секции, и, может быть, даже воспользовавшись тем, что она приедет, как бы договориться с ней о проведении семинара, хотя бы 4-часового. Я думаю, что это будет замечательно. Так ведь? Вот. Все желающие, которые хотите участвовать в этой конференции, вы можете как бы уже ориентироваться на эти даты. Значит, информационное письмо вы можете найти на сайте Миннаца, Министерства национальной политики. Там в новостях, где конференции, там висит уже информационное письмо. Договорились, да? Все. Ну что же, сейчас мы подводим итоги нашего семинара. Какое ваше мнение о том, как прошел семинар? Что, может быть, какие предложения на будущее? Что понравилось, что не понравилось? В общем, ваше мнение. Ну и как бы и по ходу, какие темы для будущих семинаров вы могли бы предложить? Мы уже ездим не первый год на эти семинары. В общем, каждый раз едешь и узнаешь что-то новое. И в этот раз для себя тоже взяли много нового для своей дальнейшей работы. Во-вторых, опять же, наверное, коми люди, они какие-то добродушные, что ли, какие-то отзывчивые, открытые. Поэтому семинар проходит вообще как-то так позитивно, на такой вот хорошей ноте, что вот, ну, как-то радостно на душе становится, да. В-третьих, порадовал активность семинара, то, что было вот, нас учили танцам, мы много всего для себя немного взяли, и куры гусей повидали, скажем так, но было очень-очень насыщенно, спасибо большое. И хочется, мне больше всего понравилось, конечно, у Пашки игры интерактивные, спасибо большое, и всем участникам тоже спасибо. Будем в дальнейшем участвовать везде. И активно работать. Какие темы семинара вы предложили еще? Ой, даже не знаю, мне все интересно. Что не предложите, я приедем, да. Так, пожалуйста, так вот достаточно оперативно. Хочется, конечно, поблагодарить хозяев за такой огромный труд. Они нас встречали, мы за 2 дня, наверное, наелись, не знаю как. Все очень вкусно. Вообще, спасибо за гостеприимство. Спасибо, что мы увидели новый садик. Очень приятно с вами работать. Хороший коллектив. Они все на подхвате. Спасибо за разнообразие форм. Это и квест, это и танцы, это и здесь очень много форм. Спасибо, конечно же, Зое Васильевне за организацию этого семинара, за Ларисе Геннадьевне и прекрасные лекции. То есть все очень доступно, ярко. Спасибо всем за участие. Спасибо. Предложения по теме? Нам все интересно. Так, 83-й. Каждому дадим слово, чтобы никто не уехал с пазухой. С камнем за пазухой. С пазухой, с камнем. Конечно, на будущее бы очень хотелось, чтобы вот действительно у нас были вот комиязычные семинары. То есть нам надо, наверное, все-таки отделять вот чисто вот семинары методического плана и семинары языкового плана. Потому что нам самим надо совершенствовать коми-язык. Чтобы слышать коми-речь. То есть вот как бы мы, наверное, будем вот все-таки хотя бы 1 раз в год вот именно вот такой вот чисто языковой семинар проводить. И там уж простите, если кто не владеющий языком будете, но мы на русский язык переходить не будем. Мы будем говорить только на том языке, это будет самое главное правило. То есть мы будем говорить по коми все время. Вы можете говорить как хотите, но мы не будем переводить, мы будем говорить по коми. Потому что очень много людей, которые понимают, но не говорят. Им, конечно, в такой атмосфере будет более-менее комфортно. Так ведь?
Но нам надо совершенствовать коми-язык, потому что действительно кудья ручища. Из-за того, что мало практики. Мало говорим, мало совершенствуем. Так есть? Вот, согласны? Я бы еще, наверное, чуть-чуть добавила. Столько интересного опыта на семинарах, на таких встречах представляют педагоги разных районов и КАР. Может быть, вот на будущее, в следующий раз, когда мы будем собираться, мы представили опыт, и вот хочется, чтобы была обратная связь. Представили опыт, но очень интересно. Кто-то себе записал, кто-то чего-то захотел. А в следующий раз мы встретились и, например, сказали, вот выступала Пажда, они представляли вот такой-то, такой-то опыт. Я в своей работе этот опыт использовала. И она у меня, эта работа, прошла на ура. Если хотите, вы похвастались, грубо говоря, да, вы показали свой опыт. А вот интересно, других это прижилось или не прижилось. И вот это вот услышать хочется. Вот в моем детском саду Елена Федоровна, да, Пашка представляла свой опыт, и я использовала в работе, и родителям показала. И оно у меня действительно эти приемы пошли на ура. Вот обратная связь нужна. Хорошо. Спасибо. Вызов. 8. Козимайте стався організація, це і стався учасникися з насищеною Альщиною, котка Дрейнавища, ну, зелена кажучи. Катерина Будора. Сейчас уйдет. Я просто не чешаю, но не свои смыслы. Бим, впрочем, помню. Если можете, попозже лучше попробуйте. Бим, зелена кажучи, мен погружение с 2011 года, и группа пятнадцать школа. Заведующая группа стартует школа, и до школы начальный класс велодастся нечто как родной. Да, вот, кстати, вот как раз вот пример такой, что в школе не захотели в первом классе учить коми-язык как родной, сославшись на то, что нет учителя коми-языка. Заведующая, она имеет начальное образование, и она решила уйти с поста заведующей и взяла вот с этой группой и начала учить коми-язык как родной, да еще и по очень интересной методике игровой, как это называется? Жоковская какая-то программа. Она еженедельно занимается. Раз в неделю мы занимаемся с этим Жоковым. И каждый раз, когда приезжаешь в ночью, раза формула очень сильно была, все только будет раз обычно. Это интересно. Юзис, наверное, вы сейчас попадились в Чукашине, с чем вы не считаться, люди даже Чука Тюбур, чего угодно, да? Включен компьютер. Вот, так я себе лучше ставлю. Знаешь, я что-то не занимается. Знаешь, точно? Да. Да, мне много уже учусь. Можно по-русски уже тогда скажите, уже, чтобы слышали люди, не владеют языком, хочется, чтобы эту, в общем-то, работу знали. Да, я уже сказала, что кто-то является патриотом, а кто-то за зарплату работает. Поэтому закончилась у нас площадка, зарплату сняли, и немножко люди, не все работают. Кто патриот, они стараются, работают, и работа ведется. В целом по садику, вот у нас в ноябре был юбилей Васютову, его жене уже 85 лет, и у нас был целый цикл мероприятий конкурсницов. Вот это мероприятие, как бы все на каком языке было. В группах проводились, значит, вместе с родителями приглашали родителей и детей, значит, читали на каком стихотворении, и потом вместе с родителями разных техниках рисовали. Стихотворение изображали на листе, ну и выставку делали. Так я немножко себе записала, чтобы ничего не забыть. Проект назывался «Утро VIP». Делали по произведениям книжки. В подготовительной группе там дети по его произведению «Тачева умират», это очень длинное произведение, по ролям все это разыграли. Дома они с родителями готовили комбинационное блюдо, и каждый ребенок представлял на занятии, как это блюдо называется, из чего его делают. Рыбники там, разные. Вот. И как
как итог, эта информация прошла в газету «Культуре» нашу местную, в Бикине были фотографии с этого мероприятия. Писали еще звезды, но там почему-то не прошло. Да. Потом весенний у нас Наталья Валерьевна занималась календарем, потому что она закончила, и когда-нибудь она представит свой календарь. За календарь каждый лист, скажем, каждая страница состоит из одного праздника. И каждый праздник туда включает и сценарий, и какие-то мероприятия. Вот сейчас у него последний был Вербалгу. То есть там они изучали вообще дети, как поиск был в Удовском районе, в каждом селе, вот это вербы, когда бьют, каждый говорит по-своему. У нас на Вашке одно говорят, на Весеннем другой, в Чернухево еще, ну, в общем, по селам. То вот нашлись родители и родственники, в музей не ходили, в библиотеку они вот искали, вот это все нашли, сняли на видео, там так сказали, так сказали. Каждый местный материал, в общем. Да, в церковь они сходили, то есть отец там рассказал, отец Михаил, зачем, вот как вообще праздник в церковном плане проводится. Что еще? Ну, у нас 2 года проходит в районе детский фестиваль «Чоу» называется. Там они вот кусок музыкально-театрализованную постановку показали с танцем, с названием обрядов, что вот это делается. Вот такое. Что еще? В своей группе я провела для строителя, но как он продолжается этот проект, вместе с ними я расту. Очень дети засели эти волшебные компьютеры, с родителями, можно сказать, не читают, не занимаются. Я решила, чтобы они немножко вот, были ближе друг к другу, общались больше. Вот на чтение привела, потому что то, что я интересовалась, везде старшие подготовительные группы переходят на совместное чтение. А у меня группа вторая младшая. Значит, строительное собрание родительское подготовило все эти памятки, для чего, как, возрастные особенности для почтения возрастей. Ну и были предложены разные конкурсы. Самый такой, можно сказать, видно его было, книжное дерево. Приносили листочки с прочитанной книгой. Правда, вопросы дети еще эти так особо не занимают, но писали родители, что лучше нравится в этой сказке, в этом рассказе. Даже помню, кто знает, что помеязочный, прочите что-нибудь на помеязке. Там теремок, щелкнул, потом одно и то же просит читать, рассказывать. Это возраст такой, им нравится слушать одно и то же. Убеждали. Делали поделки, пальчиковую игру сделали из ветра, с домиком даже и кармашки, чтобы с пальчиком прямо уже посадить животных. Теремок в чем? Вот. В рамках тоже этого проекта брали они книги, то есть коми произведения, читали, брали в садиках книги, возвращали потом с Бикин, вот эти вылезали книжки, бабушки, да. Прочитывали, дома и приносили. Вот такой вот книгу, что это понятно. Ну и еще проект, он как бы еще идет, мы решили провести вообще по садику филологический народ. Каждый воспитатель украшает костюм, куклы уже у нас есть эстонской национальности, Карелов, Гурта, Мордвы, Ханты, Финны, Саамы. Я думаю, будет еще продолжение. Но на этом мы не останавливаемся, то есть мы символику уже кто-то флаг подготовил. Например, наша группа делала эстонцы, у них кроме флага и герба еще есть символики цветы васильки, известняк и забыла. Вообще еще это мельница. Вот васильки, цветы, вот флаг белый с черным, по-моему, да. Ну и как продолжение, что какую-то этой народности игру разучить, какие-то традиции, и потом буду представлять. Спасибо. Ну, спасибо, в общем, работа ведется. Как-нибудь мы приедем из
ушла. Речевые поля я сегодня поняла, у вас как бы с этого все начиналось, прокасывались ровно, то есть просто использовались явнуки, и это как бы ходовой такой. Ну и в прошлом году надо сказать, что Тимушева Наталья, она была победителем конкурса «Воспитатель года по комизу». Поэтому надо, в общем-то, тоже к этому конкурсу готовиться исподволь, а не вдруг. В этом году победителем стала Бутарина Елена Михайловна из 7-го детского сада, 8-го. Вот сами себя принизили, я вас до 7-го воскресила. Поэтому 8-му садику давайте предложим слово, потом Пашка. И это у нас уже время, да? Надо еще немножко организовать. Очень насыщенный семинар, много приемов и методов. Для себя я взяла дисплей метод, Зоя Васильевна рассказала, о котором вообще не слышала никогда. Очень много приемов девочки показали, очень насыщенная программа была. Да, много для себя очень взяли, в принципе. Немножко Зоя Васильевна тоже рассказала о методах работы, как немножко, то есть как бы мы все равно больше заучиваем что-то, чем учим детей говорить, когда мало таких практических занятий, где именно воспитатели показывают открытые занятия по обучению по-местному. Не просто театрализованную деятельность какую-то, или там потешки, или песни, а именно то, как надо учить правильно говорить. То есть вот хочется именно вот это увидеть на семинарах, на открытых просмотрах, когда идет непосредственная деятельность конкретно по методике обучения по языку. Милости просим на курсы. Потому что за 2 часа семинара невозможно. Ну нет, хотя бы немножко, просто даже в течение недели мы не смогли, да, 36 это мало оказалось. 72 даже нам надо. Ну просто когда мы вот ходим по садикам, когда к нам приходят, мы чаще всего выставляем какой-то спектакль, какую-то игровую деятельность, а именно хочется вот... А рутинную работу, конечно, не все хотят показывать, потому что она очень трудная. Но в любом случае я приглашаю всех на курсы. Курсы сейчас могут быть разными, могут быть недельными, могут быть 2-недельными, могут быть 3-дневными, уж на какую программу вы хотите. Учитесь методике, для того, чтобы потом уже творчески как-то себя проявить. А на семинарах мы только так обмениваемся опытом и чуть-чуть как бы затрагиваем некоторые моменты. Ну, я учла, и, в общем, про методику уже записали, что это должно быть, конечно, у нас обязательно в семинаре. Все равно спасибо большое и организаторам, конечно, не буду повторяться с вами там, и хозяевам. Но это в любом случае, потому что действительно садик маленький. Мы, вот, да, согласитесь, во-первых, мы первый раз увидели, что у нас лозунг был молодцы. Да, ведь? Да. Вот, и тем более теперь уже и республика. Второе. Анна Владимировна уже сказала, я хочу то же самое все равно повториться. Вот мне сегодня что понравилось, что мы действительно увидели методическое, вот именно методику, систему по обучению по языку. То есть у нас это западает. Особенно исходя из того, что если начиная, что администрация, большинство все равно русскоязычные, то есть мы не владеем. Этому надо учиться, чтобы учить воспитателей, да? Потом еще очень хочется сказать вот что. Но поскольку я русскоязычный человек и достаточно часто все равно по роду деятельности я готовлю и занятия, и конкурсные программы, еще что-то на детский сад, у меня проблема такая. У нас много литературы, на самом деле много литературы на коми-языке, но вот у меня просьба, да, вот сейчас уже это прозвучало, что мы делаем для коми и для русских. Вот я хочу этим заниматься, но у меня всегда проблема, мне надо высоко иметь человека. Придите мне, вот мне надо вот стихотворение об этом-то. И вот чтобы его выбрать, на это уходит достаточно много времени. Вот у меня поэтому просьба, давайте создавать вот теперь еще и литературу для тех, кто хочет, этим заниматься с переводом. То есть, пусть это будет, вот, допустим, стихотворение, пусть это не будет... Точный перевод. Нет. Пусть это не будет стихотворный, но, скажем, это будет подстрочный. Для того, на самом деле, для того, чтобы создать вот в помощь воспитателю какие-то пособия, те же мне на таблице, хоть электронные, хоть такие, вот у нас где-то на это есть, интерес есть, время где-то появляется. Но для этого мне все равно нужно построить
строчь вперед, чтобы я знала, какую картинку куда поставить. Вот поэтому, вот я каждый раз прошу, давайте делать с переводами, ну именно с подстрочными. А с ритмовой дружбы, с этого, с готового подстрочного, если мне надо, я сама срифмую. Ну, русский. Вот такая вот просьба. И еще, мы это опять уже повторюсь, может быть, возможно, если не организовать какие-то курсы вот начального какого-нибудь, да, то хотя бы у нас, я знаю, что в госслужбе когда-то были, да, курсы, то есть хотя бы то есть на сайте Клиро, либо на Дзёлик Малышов. Вот если пошли эти курсы, строчку, что с такого-то по такое-то организуется, кто хочет, девочки, пожалуйста. То есть, да, мы не всегда о них знаем. Может, то есть, нам вот оно прошло, сделать курсы? Интересно, сколько у нас наберется людей? Либо так. Я буду с удовольствием. Да? Ну, вот такая у нас идея, конечно, есть, но понятно, что это надо будет делать в центре Якубина. Мы, конечно, этим не будем заниматься. У нас была идея создания центра для детей дошкольного возраста, чтобы их вот каким-то образом обучать коми-языку. Но у нас сил мало сейчас, в лаборатории всего 3 человека осталось. И, в общем-то, не пытаются даже увеличивать. И, в общем, даже открою секрет, что у нас буквально на той неделе еще хотели вообще закрыть. Да. То есть лаборатории бы и не стало. А был бы один центр культурного образования, который бы занимался и учебниками, и всем, что касается дошкольного, и очень много там, конечно, размыть. Это уже было бы уже что-то делить. В общем, пока как бы нас оставили, но вопрос всегда будет висеть над нами, домоклого мечом. Отрубить голову или как. Вот. Так что надо новых гнецов. И все делать. Спасибо, Татьяна Михайловна, как всегда, отдельные советы. Вот. Ну и со следующего года, конечно, с сентября учебного года 8-й детский сад уже предложит свою программу открытых мероприятий. Поэтому все, конечно, можете, зарегистрировавшись заранее, там посещать мероприятия. А в плане мы потом 20-го с вами встречаемся и будем уже конкретно разговаривать. Ваше слово предоставляю. Игорь Кросс. Хочется выразить огромную благодарность организаторам Зоя Лариса Геннадьевна. Спасибо большое хозяевам. Было очень насыщенно, вкусно, богато, интересно. Я немножко немножко скажу, с целью наши детишки посещают этот детский сад. Ни разу не было сказано, что в этом году ввелась здесь кружковая деятельность по обучению. Наши детишки посещают, и несмотря на то, что это проходит всего раз в неделю, это у них остается здесь. Очень это им интересно, нужно. И большая просьба к администрации, возможно, я здесь включила немножко родителя. Дмитрий Владимирович здесь музыкальный руководитель, также он проводит кружки в клубе. Мы обращаемся к вам, Марина Владимировна, все-таки настоять, чтобы он приходил с детьми здесь заниматься. Мы чисто физически на работе мы не можем забирать и водить за детей. И мне кажется, остальные родители будут согласны. Возможно, уже решили. Это ваше уже родительское. Административно-родительские ваши. Это очень замечательно будет тоже обучение коми-языком. Здесь не все владеют коми-языком работают. Это будет большой плюс. И, возможно, это возьмут на вооружение другие. Наши гости, кто сюда пришел. Естественно, у нас большая все-таки проблема, просьба, чтобы наш труд не был напрасно, согласитесь. Мы все равно здесь с вами патриоты. Мы остаемся с ним. И очень жалко, что дальше эта работа не ведется. Я уже поднимала эту проблему, я знаю, что Россия сейчас ее на всех уровнях поднимает. Всю жизнь поднимаем, как только стала заведующей лабораторией. Да, возможно, создала лабораторию. то объединение, что мы сейчас создадим, и если они включатся со школы, к нам, работники, руководители, учителя начальных классов, возможно, мы это немножко тоже продвинем, начиная с местного уровня. Вот просьба к Екатерине. Да, и 8-й сад, знаю, что работает по направлению по работе с родителями, нужно обменяться опытом, да, и если мы еще семью подключим, возможно, у нас повыше. Но в связи с этим я хочу к вам, дорогие мои, обратиться. Те, кто владеет коми-языком, да еще и кто живет в селе, говорите с детьми на коми-языке. Вы в первую очередь. Потому что по вам судят и смотрят. Да, уважаемые коллеги, Каркирос. Каркирос тоже большую благодарность Владимиру Владимировичу за такой теплый прием, конечно. Всем коллегам, все коллеги вот тут за теплое такое радушие тоже огромное спасибо. Мы первый раз, Наталья Анатольевна,
как бы вышли, приехали с таким страхом, что куда-то в люди выходим. А Глаза просто открылись, посмотрели на других, как работают девочки. Мы, конечно, далеки от этого, да. Нету толчка от руководства. Именно попомнить, в смысле, как себе помнишь, что было Обучение детский сад есть, который... Рядом есть, конечно. И поэтому вот предложение, чтобы вот на такие семинары приглашать именно вот, ну, старшего воспитателя, именно вот целенаправленно, что старшего воспитателя, как заведующую, чтобы поддержка была и на месте тоже наступить, да. А так, спасибо вам большое, и вам, организаторам. Очень важно очень проект, вот я взяла на заметку, именно работу с родителями. Вот то, что и сотрудничество с библиотекой, там, с другими, вот, социумом, да, это очень... Да. Ну, спасибо всем за предложение, за оценку. В общем, будем работать.